Сегодня мы сегодня с вами проводим заседание изучения языков коренных народов России, которое проводится в рамках межрегиональной научно-практической конференции «Родной язык как фактор социокультурной идентичности». Конференция проводится в рамках литературного фестиваля на родине Петра Ильича Чайковского, который организован Национальной библиотекой Удмуртской республики совместно с Российским комитетом программы ЮНЕСКО «Информация для всех», межрегиональным центром библиотечного сотрудничества и фондом поддержки языковой культуры граждан при поддержке Российского фонда культуры и Министерства культуры и Министерства национальной политики Удмуртской республики. Вчера состоялись пленарное заседание и заседание двух секций. Сегодня мы проводим работу нашей секции. Программа «Расчет». Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте начать работу нашей секции изучения языков коренных народов России. Уважаемые докладчики, прошу обратить внимание, что регламент выступления это 10 минут, и после озвучивания доклада, после выступления докладчикам можете задавать интересующие вопросы. По программе у нас заявлены доклады коллеги с Петрозаводска, Казани, Школы Ижевска. К сожалению, наши гости не смогли, поэтому будем слушать доклады ижевских коллег. Включаются в Zoom формате. Мы начинаем как раз с докладов наших коллег. Можно предложение? Да. Давайте вопросы задавать в письменном виде, потому что это у нас так потянется. Хорошо. Потом уже в конце. Принимаются наши предложения. И вот по программе у нас. Хорошо, тогда первый докладчик у нас наборная Светлана Викторовна. Тема ее доклада «Карельский язык в системе образования Республики Карелия». Доклад в режиме Zoom. Языка, литературы, истории Карельского научного центра нашей Светлана Викторовна, вам слово. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Тема моего выступления – карельский язык в системе образования Республики Карелия. Республика Карелия расположена на северо-западе европейской части России и входит в состав Северо-Западного федерального округа Российской Федерации. Карельский язык относится к северной группе прибалтийской финской ветви уральской языковой семьи. В Республике Карелия карельский язык является автохтонным языком и родным языком титульного народа Республики Карелов. Карелы официально не признаны национальным меньшинством, но в связи с тем, что в населении республики количественно они составляют несомненное меньшинство, а также являются автохтонным народом, карельский язык можно отнести к языкам традиционных национальных меньшинств. В карельском языке принято различать три наречия: собственно карельское, ливиковское и людиковское, которые в свою очередь делятся на диалекты, а те на говоры. Наречия карельского языка отличаются вариативностью, зачастую очень значительной.
особенно на уровне фонетической и морфологической систем. Согласно переписи населения 2010 года, численность карелов составляет более 60 тысяч человек. Из них более 45 тысяч проживают в Республике Карелия, почти 75% от всех карелов Российской Федерации. Численность населения Республики Карелия на 1 января 2020 года составила 614 тысяч человек. Республика Карелия – это многонациональный субъект Российской Федерации. И в национальной структуре населения карелы составили 7,4%. Карелы – это титульный этнос, проживающие повсеместно на территории республики. Местами их наиболее компактного проживания являются Аланецкие, Пряженские и Кольвайские национальные районы. Из всех числа жителей республики, указавших в 2010 году владение языками, карельским языком владели чуть более 3% населения Республики Карелия. Среди карелов карельским языком владели почти 37%, и с 2002 года по 2010 год в целом по России отрицательный прирост владеющих карельским языком составил более 50%. В 2010 году из 45 тысяч карелов, указавших родной язык, назвали родным карельский 27%. Проведенная в 2015 году микроперепись населения показала, что из 1156 карелов русским владели 1154, карельским 520 человек, то есть менее половины. И в повседневной жизни использовали русский язык 1144 человека, а карельский всего 230 человек. В качестве родного языка указали русский 768 человек, карельский 386. Согласно статье 11 Конституции Республики Карелия, государственным языком в республике является русский. Республика Карелия вправе устанавливать другие государственные языки на основании прямого волеизъявления населения Республики Карелия, выраженного путем референдума. Конституция устанавливает, что в республике народам, проживающим на ее территории, гарантируется право на сохранение родного языка и создание условий для его изучения и развития. В 2004 году был принят закон Республики Карелия о государственной поддержке карельского, вепского и финского языков в Республике Карелия, направленный на сохранение и развитие образа жизни, культуры и языков карелов, вепсов и финнов. Вопрос о придании карельскому языку статуса государственного оставался и остается одним из наиболее острых вопросов на протяжении всего периода ревитализации карельской письменности. Но надо подчеркнуть, что в отличие от иных титульных языков республик в составе России, карельский язык не имеет статуса государственного. Это единственный, пожалуй, титульный язык, не имеющий государственного статуса. Ну, вот здесь на слайде показана отрицательная динамика численности карелов в период переписи населения, начиная с 1926 года по 2010 год. Здесь статья 11 о государственной поддержке родного языка и закон Республики Карелия 2004 года. Ну и надо сказать, что начало школьного преподавания на карельском языке относится к периоду языкового строительства 1930-х годов. Однако первые учебные пособия и словари карельского языка издавались уже в конце 19-го, начале 20 века в связи с открытием школ для карелов в областях с карельским населением. В конце 1980-х годов начался так называемый период
ревитализации карельского языка и карельской письменности, и в 90-м году была создана программа обновления и развития национальной школы в Карельской АССР. С 1989 года преподавание карельского языка началось в школах Карелии, а в 90-м году была открыта кафедра карельского и вепского языков в Петрозаводском государственном университете. Ну, надо сказать, что существенную роль в сохранении и развитии карельского языка, естественно, играют средства массовой информации. В 2018 году начал работу ресурсный языковой центр карелов, вепсов и финнов Республики Карелия, который реализует различные мероприятия в целях расширения применения карельского, вепского и финского языков. Культурным событием в жизни республики стало открытие Дома карельского языка в селе Ветлозеро Преображенского района, где реализуются практические проекты по возрождению и сохранению карельского языка. И в первую очередь это организация работы языкового гнезда для детей дошкольного возраста. Целью языкового гнезда является создание условий для обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста, при которых дети могут овладевать, кроме русского языка, и своим родным языком. Модель «Языковое гнездо» – это эффективный путь оживления, возрождения языков национальных меньшинств, относящихся к исчезающим. Что касается преподавания карельского языка в школах республики, то, как я уже сказала, начало преподавания относится к 1989 году, в период ревитализации. В 2019-2020 году в Республике Карелия работало 237 дошкольных образовательных учреждений, и в 7 из них изучался карельский язык. Всего в 2019-2020 учебном году 20 дошкольных образовательных учреждений реализовывали программы преподавания карельского языка. 4 на собственно карельском наречии, 15 на ливиковском наречии и одно образовательное учреждение на людиковском наречии. Всего обучающихся, изучающих карельский язык в ДОУ было 859 детей. Ну, из них 117 – это, собственно, карельское наречие, 738 – ливиковское наречие, и 4 ребенка изучали людиковское наречие. В качестве сравнения показателей, например, упомянем, что в 2015-2016 учебном году карельский язык изучался в 24 дошкольных учреждениях, а количество обучающихся составило 854 детей. То есть приблизительно на одинаковом уровне в последние годы происходит обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях. Что касается школьного образования, то в 2019-2020 учебном году карельский язык изучался в 27 школах. Людиковское наречие карельского языка изучали в 2 школах, собственно, карельское наречие в 9 и ливиковское наречие карельского языка в 17 школах. Всего изучали карельский язык более 2000 обучающихся, а точнее 2166 человек. Ну и надо особо подчеркнуть, что из изучающих карельский язык во внеурочной большую часть составила внеурочная деятельность. 1691 обучающих изучал карельский язык во внеурочной деятельности, то есть факультативно или в форме кружка, и это составило 78%. В урочной 18%, ну и в совмещенной урочно-внеурочной 4%. То есть корейский язык в настоящее время изучается в основном факультативно и в кружках. Надо сказать, что в 2019 году сотрудниками Института языка, литературы и истории было проведено социологическое исследование «Современная языковая ситуация у карелов Республики Карелия».
Всего было опрошено более 400 человек из числа представителей карелов в возрасте от 16 лет и старше. И родители всех поколений в основном свои надежды на дальнейшее существование карельского языка возлагали не на себя, а на школу. Лишь чуть более 15% не связывали изучение карельского языка со школой. И интересно, что почти 40% карелов посчитали, что в школах Карелии обязательно должен изучаться карельский язык всеми школьниками. Примерно каждый шестой отнесся отрицательно к освоению навыков родной речи в школе, хотя формулировка вопроса предполагала и иной аспект. Спрашивалось также о необходимости изучения карельского языка всеми школьниками Карелии, поэтому часть карелов, ну, как я уже сказала, чуть больше 15%, не посчитали это необходимым для поддержки и повышения престижа карельского языка. Вот здесь представлены еще некоторые ответы, ну, точнее, результаты проведенного социологического исследования о современной языковой ситуации у карелов в Республике Карелия. Ответы на вопрос, изучают ли в школе ваши дети карельский язык и как изменились возможности современной школы в развитии карельского языка. В системе среднего профессионального образования Республики Карелия ведется преподавание карельского языка в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики Карелия Карельский колледж культуры и искусств в рамках специальности «Народное художественное творчество» по виду этнохудожественное творчество. По окончании колледжа выпускникам присваивается квалификация руководитель любительского этнохудожественного коллектива «Преподаватель». Карельский язык изучается студентами в течение 2 лет, начиная со 2-го курса. Но предыдущий выпуск студентов по данной специальности состоялся в 2019 году, а очередной набор состоялся осенью 2020 года. Надо сказать, что с осени 2020 года также возобновилось преподавание карельского языка в Петрозаводском педагогическом колледже по подготовке учителей младших классов. Ну и, как я уже сказала, с 1990 года было начато преподавание карельского языка в Петрозаводском государственном университете. В настоящее время карельский язык изучается студентами на кафедре прибалтийской финской филологии Института филологии. Студенты изучают карельский язык, которые выбрали направление подготовки филология, профиль зарубежной филологии, финский язык и литература, карельский язык. Дисциплина карельский язык входит в базовую часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплины. Кроме того, карельский язык изучают студенты Института педагогики и психологии, обучающиеся по направлению подготовки педагогическое образование с 2 профилями подготовки по профилям начальное образование и образование в предметной области родной, карельский или вепский языки. Но надо сказать, что вот по данному направлению подготовки, как я уже сказала, первый выпуск был принят, первый набор был произведен в 2017 году, и второй набор произведен в 2018 году. В 2016 году в Петрозаводском государственном университете была открыта магистерская программа «Компаративистика. Диалог культуры мировой словесности», в рамках которой также изучается карельский язык. Для магистрантов разработан электронный образовательный ресурс по карельскому языку по лириковскому наречию карельского языка. И с 2014 года в Петрозаводском государственном университете студентам, изучающим карельский и вепский языки на филологическом факультете, выплачивают дополнительную к основной стипендию в размере 3000 рублей. В настоящее время в Институте филологии Петрозаводского государственного университета по направлению подготовки филологии обучается 17 студентов. В 2018-2019 учебном году поступили 9 человек, 7 из которых на бюджетные места, и конкурс составлял 7 человек на место.
В 2019-2020 учебном году поступили 6 человек, 4 из которых на бюджетные места. Конкурс составил уже 10 человек на место. А в 2020-2021 учебном году было выделено 6 бюджетных мест, и конкурс составлял 7,5 человек на место. Обучение первокурсников началось в середине сентября. В Институте же педагогики и психологии Петрозаводского государственного университета количество студентов, изучающих карельский язык, составляет 24 человека. Но, как я уже сказала, обучение ведется с 2017 года по направлению подготовки педагогическое образование с 2 профилями подготовки. По профилям начальное образование и образование в предметной области родной карельский или вепский язык. В 2020-2021 учебном году было выделено 10 бюджетных мест, и конкурс составил более 3 человек на место. Надо сказать, что одной из основных проблем для выпускников является трудоустройство. По специальности трудоустраиваются в лучшем случае половина выпускников. Чаще всего это четверть и менее от общего количества окончивших университет. Ну и кроме того, карельский язык изучается также на курсах для взрослого населения. Курсы работают уже более 20 лет в Петрозаводске, а также существуют курсы карельского языка и в районах республики. И ежегодно курсы посещают где-то в пределах, в Петрозаводске где-то в пределах 100 человек. И, соответственно, оканчивают немного меньше. Так, наверное, на этом я закончу. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Светлана Викторовна, вопросы, пожалуйста, какие возникли? Вопросы давайте в письменном. Нет, Пока нет. Давайте задам этот вопрос. Светлана Викторовна, меня слышите? Да, я слышу. Слышите меня? Так. У меня вот такой вопрос, Людмила Леонидовна Карпова. У меня вопрос, в каких школах преподается у вас карельский язык, в средних или вообще вот, как называются эти школы? Ну, в начальных школах, в средних школах, в школьном образовании. Понятно, я поняла вопрос. Карельский язык преподается... В школе, вот вы говорите, что как неочный, как вот таких преподается, да? Карельский язык преподается в школах, начиная с младших классов и кончая старшими классами. Но если, согласно учебной программе, в младших классах это 2-3 часа в неделю, ну, чаще всего это 2 часа в неделю, то к старшим классам количество часов сокращается уже до 1 часа в неделю. А это факультативы все идут, да? Плохо слышно очень. Ну, что тогда? Факультативы это или это Предмет. предметы обязательные? Во-первых, это производится, обучение карельскому языку производится по выбору и согласия родителей, согласно новым требованиям. И в качестве родного языка, как я уже сказала, это 2 часа в неделю обязательно, и в старших классах это 1 час в неделю. Спасибо. Спасибо, Светлана Викторовна. Еще есть вопросы? Если нет вопросов, то мы продолжаем работу конференции. И следующий доклад у нас Нина Лопатовна. Заведующая отделом национального образования ЦПТСК Герофиловского имени Ибрагимова, Академии наук Республики Татарстан, кандидата наук Мухарлямова Гульнас Нурфатовна.
Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада приветствовать вас от имени Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова, Академии наук Республики Татарстан. Благодарю за возможность участия в вашей конференции, где рассматриваются и вопросы преподавания родных языков в том числе. И тема моего выступления – это формирование коммуникативной компетенции средствами новых УМК по родному татарскому языку и литературе. Я думаю, вам видна, да, презентация? Вы меня слышите? Да, да. Так. Секунду. Сегодня в преподавании родного языка и литературы происходят большие перемены, и связаны и с обновлением содержания курса по этим предметам, и с методикой их преподавания, и с изменением в количестве часов, отводимых на их изучение. И в связи с этим перед учителями родного языка и литературы ставятся важные и ответственные задачи, а именно сохранение родного языка, а также поддержание, развитие интереса и мотивации у детей к его изучению. Все это, конечно, требует от учителя большого профессионального мастерства, терпения, умения использовать современные образовательные технологии в процессе преподавания и, конечно же, желания работать творчески. Говоря об изменениях, следует отметить, что, во-первых, изменились названия самих предметов. Сейчас мы их называем родной татарский язык и родная татарская литература. Во-вторых, обучение родному языку и литературе предполагает освоение материала на базовом или углубленном уровне. Как это осуществляется у нас в республике? Говоря о базовом уровне, мы подразумеваем обучение учащихся татар в образовательных организациях, ведущих обучение на русском языке. Углубленный же уровень предполагает обучение учащихся татар, обучающихся в школах с татарским языком обучения. Этот фактор учитывался и в разработке новых учебников. Говоря другими словами, учебник включает в себя два уровня – базовый и углубленный в одном. По нему могут обучаться учащиеся татары образовательных организаций, как с татарским, так и с русскими языками обучения. Это дает возможность не только понять специфику преподавания языка и литературы в образовательных организациях с татарским и русскими языками обучения, но и наглядно представить объем предметных знаний и компетенций, которые должны освоить обучающиеся на отдельном уровне, на взятом уровне образования. Хочется отметить еще один важный момент. Материал углубленного уровня учитель в отдельных случаях может дополнительно использовать при работе с детьми, которые имеют достаточно высокий уровень владения татарским языком, но учатся в школах, например, с русским языком обучения. Также, как в случае, углубленный может служить при работе с, в частности, при подготовке обучающихся к олимпиадам. Изменилось и содержание учебных предметов. В содержании предмета язык выделяется 4 сквозных тематических блока. Тема «Я» с целью развития речи предполагает тематическими единицами выражение отношения учащегося. Вначале это семья, школа, друзья, учителя, герои любимых детских произведений. В среднем звене мой любимый герой, любимый писатель, профессия будущего, моя семья, семьи, мое хобби. Именно тема «Мир вокруг меня» в начале класса предполагает тексты следующих тематик. Любимые игры и игрушки, фильмы, персонажи, народные сказки, разнообразие животных. В среднем звене можно найти такие темы, как природа моего края, виртуальное общение в сети интернет, российские и зарубежные вузы, современная мода. Третья тема «Моя родина». Она ориентирована на укрепление учащихся гражданности, чувства патриотизма, любви и через ознакомление с повседневной жизнью, особенностями быта, как татарского народа, проживающих на территории Российской Федерации. Четвертая тема – мир татарского народа. Тема формирования представления о национальной ментальности, философии, ощущений и нравственных законах татарского народа. Каждое тематическое направление выступает основой для развития речи, то есть основой для формирования коммуникативной компетенции учащегося. Продолжая разговор о последних изменениях, следует отметить в настоящее время ведущую роль в преподавании языка и литературы именно принципа коммуникативности. В связи с этим была пересмотрена проблема формирования
компетенций при обучении родному языку. Если раньше приоритет отдавался формированию лингвистической компетенции, которая подразумевает освоение общих сведений о языке как знаковой системе и общественном явлении, развитие функционирования языка, способов и приемов лингвистического анализа, сегодня мы ее называем языковой компетенцией, то сегодня большой объем компетенционных задач связан именно с развитием коммуникативных умений у обучения. Следует, что эта культурная компетенция заменила социокультурное представление о традиционной культуре, духовных и материальных ценностях, нравственных нормах и принципах татарского народа, а также проявлению учащимся знаний, навыков и умений в взаимодействии, взаимоотношениях с представителями других этнических общностей и обучение адекватных форм общения с ними с целью поддержания атмосферы согласия и взаимного доверия. Возвращаясь к коммуникативной компетентности, следует сказать, что это прежде всего индивидуальная способность человека организовать свою речевую деятельность в ее продуктивных и рецептивных видах, используя языковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения. Коммуникативная компетенция – одна из важнейших характеристик языковой личности. Важность и необходимость ее формирования определяются сегодня тем фактом, что в последнее время школьники, к сожалению, не всегда в должной мере владеют навыками в коммуникации. Коммуникативная компетенция является также важным условием формирования видов речевой деятельности, а именно чтения, письма, говорения и слушания. Отдельное внимание следует уделить проблеме формирования коммуникативной компетенции на уроках родной литературы. Произведение художественной литературы является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования речевой культуры и коммуникативных навыков. Учащиеся на уроках родной литературы учатся читать и понимать суть текста, осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения чувств, мыслей и потребностей. Строить речевое высказывание в зависимости от типа коммуникации и ситуации, речью, вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать иное мнение, создавать письменные высказывания, адекватно прослушанную и прочитанную информацию. Использовать также выразительные средства языка в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. Далее обучения отразились и в новых примерных образовательных программах по учебным предметам родной татарский язык и литературное чтение на родном татарском языке, а также родная татарская литература. В образовательных организациях, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования. Эти программы, составленные в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, получили положительную оценку экспертов, и часть из них включена в федеральный реестр примерных программ. У нас в республике ведет работу по разработке новых учебно-методических курсов по вышеназванным предметам. В частности, завершена работа по разработке родной татарский язык для 1-4 классов. С первой в школах республики. Сегодня учащиеся школ активно обучаются по новым учебникам. На сегодня также завершена работа по учебным предметам литературное чтение на родном татарском языке для начальной школы и родному татарскому языку для среднего звена. Все эти учебники вы можете увидеть на сайте Института языка, литературы и искусства, на главном сайте Академии наук Республики Татарстан. То есть там все эти учебники в электронном формате, они все размещены, и можно даже с ними поработать. Изучение родного языка языка обучающихся. Новые учебники разрабатывались с учетом требований, предъявляемых к 4 видам речевой деятельности: слушанию, чтению, письму и говорению. Учиться правильно говорить и общаться на своем родном языке. Учебно-методический комплекс по учебному предмету родной язык для начальных классов включает следующие компоненты: учебник, рабочую тетрадь, методическое пособие для учителя, аудиовизуальные электронные средства обучения, в том числе электронные учебники. Эти материалы представлены как в виде традиционных изданий, так и на электронных носителях. В зависимости от ступени обучения и возраста учащихся состав комплекса может варьироваться. Так, включение рабочей тетради предусмотрено только в младших классах. Современный учебник по родному татарскому языку составляет ядро учебно-методического комплекса. Он соответствует по структуре и содержанию учебной программе, соотносится с другими компонентами ОМК по предмету. Новые учебники тексты сопровождаются иллюстрациями.
на несколько уроков. Наблюдается количество часов, отводимых на изучение той или иной темы на базовом и углубленном уровнях. Например, тема, вот вы можете видеть на экране, обучающиеся татарских школ и гимназий изучают 4 часа, а обучающиеся школ с русским языком обучения всего 2 часа. В соответствии с необходимостью формирования этнокультурной компетенции у обучающихся практически даются материалы устного народного творчества. Учитывая компетенции, на задания, виды обучающимся на углубленном уровне в учебнике вдоль полей выделены, вот видите, красной линией в учебниках по родному языку. Преподавание родного языка предполагает использование аудиовизуальных и электронных средств обучения на всех этапах организации учебно-познавательной деятельности учащихся. В УМК по родному языку они представлены в виде аудиодиска и электронного учебника. Вот как раз эти электронные учебники, они даны на сайте Академии наук. Они дают не только возможность работы с ними как с вспомогательными элементами к учебнику в освоении языкового материала, но и благодаря им мы можем провести урок более эффективно, интересно и занимательно. Аудиодиски включают в себя аудиозаписи текстов к определенной теме учебника. Все они разделены по классам. Кроме текста, для обязательного прослушивания предлагаются небольшие тексты из учебника для аудирования. Электронный учебник, аналог лекционного учебника, можно прослушать и в электронном учебнике. Вот, например, я сейчас технически это не могу осуществить, но вот в этом месте, значит, и аудио, все тексты, они все размещены вот в этом электронном учебнике. Учитель в электронном учебнике при помощи поля для поиска может найти необходимый материал. С помощью выделить нужную страницу. Это очень удобно, когда дает, например, обучающимся домашний задание. Кнопкой зрения можно обозначить отдельное задание или вид работы. В электронном учебнике предлагается для рисунки, игры, интерактивные задания. И все они разрабатывались с учетом интересов и возрастных особенностей обучающихся. В учебнике достаточно много различных загадок, отрывков из сказок, заданий и еще одна особенность электронного учебника – это интерактивные игры. Их можно проводить в парах, в группах, с целым классом. Да, предполагает не только знакомство с теоретическим материалом по родному языку, но и получение познавательных, формирование учащихся коммуникативной компетенции. Учащиеся очень много интересного узнают о жизни скворцов, о правилах. Такие различные игры, ходилки, бродилки тоже, конечно, проверить изученный материал. Наряду с этими учебниками, как было сказано ранее, разрабатывается новый УМК по родной татарской литературе. В частности, готовы к апробации УМК по предмету литературного чтения на родном татарском языке для начальных классов. Следует отметить, что УМК по родному языку и по родной литературе представляет единое целое, имея точки пересечения и в формируемых компетенциях, и в заданной тематике, и в главных персонажах. Курс литературного чтения в начальной школе будет учащихся национальную среду, формирует интерес к национальной культуре. УМК по литературному чтению также берет за основу формирование у обучающихся коммуникативной компетенции, учитывая тот факт, что татарская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования речевой культуры, коммуникативных навыков, определяет таким образом стиль изложения учебного материала, виды работ, вопросы и задания. Интересным и показательным в учебнике является подача материала, учет знаний при повторении пройденного, который предполагает в большинстве случаев логические задания, игру-квест, различные кроссворды. Таким образом, обучение родному языку и родной литературе является одним из ключевых элементов формирования гражданской идентичности и гармоничной личности, направлено также на развитие и формирование ряда компетенций, в том числе и важные на сегодня коммуникативные компетенции обучающихся. А поставленные перед нами задачи обновления содержания, совершенствования методик преподавания родных языков и литератур еще раз доказывают важность и необходимость изучения родных языков в целом. Благодарю за внимание. Большое вам спасибо. Очень красочное издание, интересное задание, я так понимаю, представлено.
Вопросы какие-то есть? Пожалуйста. Может быть, кто-то еще, кто подключился, может, тоже вопросы какие-то есть? Нету? Связь очень хорошо была. Связь, да, связь, к сожалению, не очень удачно. Плохо было слышно, не все понятно, может быть, даже. Да, очень интересный, насыщенный материалом доклад, конечно. Чуть-чуть были проблемы со связью, было не очень хорошо вас слышно, но замечательно видно, и, в общем-то, мы получили представление о вашей работе. Спасибо. Оставайтесь на связи, Гульнара Павловна. Мы продолжаем. Эрцикова Галина Алексеевна на связи. Да, я вас слышу. Ведущий научный сотрудник Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории имени Васильева, кандидат журналистских наук Бешкарова. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Всем большой привет из города Йошкар-Олы. Тема моего доклада – отличительные фонетические явления в разговорной речи горных марийцев левобережья Волги. Изучением этой темы я начала заниматься совсем недавно, поэтому в данном докладе расскажу лишь некоторые отличительные фонетические явления, встречающиеся в изучаемой речи. Первые сведения о двух группах поволжских марийцев появились еще в XVI веке. Несколько слов скажу из истории изучения все-таки этих говоров. В Казанской истории, написанной неизвестным автором в 1564-65 годах, отмечено, что на правой стороне реки Волги живут горные марийцы, а на левой ее стороне луговые. О существовании горных и луговых марийцев писали немецкие ученые и дипломаты Герберштейн, посетивший Нижегородское Поволжье в первой половине XVI века, и Олеарий, путешествовавший по Волге в начале XVII века, шведский офицер Страленберг, попавший во время Полтавской битвы в плен и вместе с небольшой группой офицеров сосланный в город Тобольск в Сибири, участник второй Камчатской экспедиции, член Петербургской академии наук Миллер, собравший во время своей продолжительной сибирской экспедиции многочисленные сведения из жизни, истории, быта, культуры, религии, языка различных народов, в том числе и марийцев. Чиновник, географ, историк, краевед Рычков, который, ссылаясь на работу Татищева «История российская», пишет, что они, черемисы, хотя грамоты не имеют, но по преданиям сказывают, что по нашествии татар перешли в леса за Волгу и тем разделились надвое. Почему русские от них называли луговыми, а оставшихся на правой стороне нагорными? Из вышеизложенного видно, что исследователи делили горное и луговое наречие по географическому признаку. На правой стороне Волги располагается горное наречие, а на левой стороне луговые. Лишь в 1888 году эстонский исследователь Михкель Вески выявил, что горное наречие распространяется и на левой стороне Волги. В своей работе «Исследования о наречиях черемисского языка» он пишет: как известно, черемисский язык разделяется на два наречия – горное и луговое. Везде, где пишут о черемисском языке, употребляют эти названия, как в книгах, переведенных с русского языка на черемисский, так и в работах по грамматике и словарю. При этом думают, что Волга составляет границу между черемисскими наречиями, будто на горной или правой стороне Волги одно, а на луговой или левой стороне другое наречие. Но один из результатов моих экскурсий в прошлое лето, то есть в 1888 году в Черемисском крае, состоит в том, что упомянутое разделение совсем неверно. Горное наречие распространяется далеко на запад Черемисского края, на луговой стороне Волги. Горных марий, проживающих на левом берегу Волги, называют кожламарндле, буквально лесные марии, а их говор кожламара-говор, буквально говор лесных марий. Ареал распространения левобережных говоров горного наречия охватывает Горномарийский район, левобережье Волги, Килимарский и Юринский районы. Анна Андреевна Саваткова, Елена Александровна Сергеева к левобережным говорам горного наречия относят также деревню Липша Звениговского района Республики Марий Эл.
Целью данной работы является описание отдельных диалектных изменений в области фонетики, происходящих в разговорной речи горных марийцев левобережья Волги. Источником исследования послужили диалектологические материалы, записанные нами в 2019 году от жителей деревни Яникеева Горномарийского района, село Арда, Черемуха, Шатчиково, Юксары, Килимарского района. В качестве дополнительного источника использовались материалы полевых практик студентов первого и второго курсов отделения русской филологии русско-горномарийской группы Марийского государственного университета, собранные в 2005-2007 годах в отдельных населенных пунктах левобережной стороны Горномарийского, Килимарского и Юринского районов. Кроме того, привлекались данные, представленные, что основное отличие указанных говоров от горномарийского литературного языка на уровне фонетики, одинаковая семантика, имеют различные произношения. К одному из таких особенностей рассматриваемой речи в области вокализма, встречающейся практически во всей исследуемой местности, относится так называемое эканье, когда в отдельных словах на месте литературного гласного заднего ряда «о» или гласного переднего ряда «э» произносится гласный переднего ряда «э». Вот на слайде видно пример «дора», вместо литературного «дора», например, в левобережье говорят «дыран». В местах левобережья Волги, особенно в Ардинской и Юксарской сторонах, наблюдается более последовательная палатальная гармония гласных, которая наиболее ярко проявляется при произношении отрицательной формы глагола прошедшего второго времени. Например, литературное «колтелам» в левобережье говорят «колтеле», литературное «пяле деламат» в левобережье, например, «пяле делямет», и так далее. Известно, что в словах, заимствованных из русского или посредством русского языка, большинство случаев наоборот. Палатальная гармония нарушается. Например, литературное «квартираште», а в левобережье говорят «квартирашта». Литературное «салфетковле», в левобережье «салфетковле». Салфетки, то есть делаем. И так далее. Такое нарушение имеет место и в основном проявляется в речи молодого поколения, тогда как в левобережье оно наблюдается в речи людей всех возрастов. В некоторых словах на месте гласного переднего ряда «э» произносится гласный переднего ряда «э». Например, литературное «тенюжвец», левобережье «тенюжвец» в это время, «левец», левобережье «левец», из-под, послерок и так далее. А на месте гласных переднего ряда «ы» или «ü» гласный переднего ряда «э». Литературное «тюнгел» в левобережье «тенгел» скамейка, литературное «шюндек» в левобережье «шендек» сундук и так далее. Лексемы «перви» и «пиш» в исследуемых говорах звучат как «перви», «пеш», то есть вместо литературного «и» в данном случае используется звук «э». Левобережные горные марийцы в словах «итере» и стоящий перед глухим твердым согласным «т» заменяют сочетанием звуков «е», «етера», «етен», «етену» и так далее. В области гласных, кроме того, наблюдаются следующие фонетические явления. Это эпитеза, возникновение в конце слова неэтимологического опорного или переходного гласного звука. Например, литературное «пел», левобережье «пеля», «хлам», например, литературное «склероз», левобережье «скалероз», литературное правление, левобережье «парама» и так далее. «Дереза», «вера», левобережье «вера», литературное «мялянна», левобережье «млянна» и другие. В большинстве случаев указанные явления происходят в заимствованных из русского удобства произношения. Переход одного звука в другой происходит и в области консонантизма. Так, словообразующий суффикс «алдал», «алдал», образующий глаголы со значением «совершать», «совершить» действие в течение «л» согласным «н». Например, вместо «кушкалдалаш» там говорят «кушкандалаш». Вырасти немного,
присесть и так далее. В отдельных словах, в основном речи людей старшего поколения, в позиции между двумя гласными фонемами звук «х» заменяется звуком «г». Например, вместо «кахараш» в левобережье говорят «тегень» такой и другие. Так. Простите, у меня куда-то что-то случилось со слайдом. Угу. Потерялась куда-то. А вам видно там? Слайды видны? У меня слайд куда-то потерялся. Ай. Встречаются такие фонетические явления в области гласных, как такие как эпентеза, это звуковая ставка внутрь слова, например, литературная яраташ в левобережье яш нанги. Тут звук «эй» прибавляется, допустим, левякш, левякш и так далее. Следующее – это эпитеза, добавление звука в конце слова, наблюдается редко. Но, к примеру, звуковые ставки в начале слова тоже на данном этапе исследования наблюдается не так часто. Например, литературное слово «амала», а в левобережье звучит как «хамала». Выкидка звука называется дерезой. Дереза согласных может происходить в начале, середине и в конце слова. Результат исследования показывает, что, например, литературная рокома, а в левобережье говорят рокома, то есть звук «л» там не слышится, картофель. Литературная вуйжер, в левобережье вуер и так далее. Она имеет место и в начале слова. Например, литературная хала в левобережье аллахамат, в левобережье амат, хомут, литературное худо в левобережье уда и так далее. То есть звук х в начале слова в нескольких словах, например, литературное ташкеве, в левобережье тагшкеве, литературное т сносится. В речи горных марийцев левобережья Волги имеются некоторые примеры метатезы. Это взаимное перемещение звуков, иногда слогов в составе слова. Если литературная парма, то в левобережье паром слепень. Таким образом, можно разделить на два вида – качественные и количественные. Первые меняют звуковой состав слова, сохраняя в нем прежнее число звуков, а другие изменяют число звуков, гласных или согласных в слове. Исследование показывает, что описываемые фонетические процессы имеют звуковую природу, не связанную с какими-либо смысловыми изменениями в словах, где они произошли. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Галина Алексеевна, очень интересный доклад. Да, также, к сожалению, чуть-чуть были проблемы со связью, но доклад очень содержательный. Действительно. Есть вопросы, да. Галина Алексеевна, вот вы различаете разговорный язык. Вот то, что я вас слышала, да, мне кажется, это вы говорили о диалектных особенностях, так? Или я не права? Разговорный язык и диалектный язык, как они соотносятся? Ага. Диалектных особенностях, да, я говорила. Есть еще, конечно, там просторечные тоже встречаются. Но сколько у меня имеется материалов, сколько сейчас на данном этапе исследования, я всего только полгода занимаюсь изучением этой темы. Ну, очень в дальнейшем, конечно, еще будут результаты. Угу. Спасибо.
Спасибо, очень интересный доклад в том плане, что вот дальнейшие перспективы развития этой темы. Я вот вижу перспективы рассмотрения вот этой темы более широко с возрастной стратификацией. Мне кажется, очень интересно было посмотреть, побольше вот примеров приводить, например. Да, вот это определенные вот, и, наверное, неплохо было тоже рассмотреть, есть ли особенности в речи, например, мужчин, гендерный аспект тоже интересный. Я сама это еще не рассматривала, но просто вам как бы это тоже говорю, что это очень интересно. Если вот это все изучить, очень интересно будет. Спасибо большое. Спасибо, да, спасибо за советы, это обязательно учтем. Да, спасибо большое. Спасибо. Оставайтесь на связи. Мы продолжаем. Вопросы еще есть? Насколько сильно отличается речь горных морей от трудовых? Они друг друга понимают? Вопрос был, да, какой-то? Да. Вопрос был какой-то? Насколько сильно отличается речь горных морей от луговых? Они друг друга понимают? Я вот прекрасно понимаю, я сейчас разговариваю и на луговом, и на горном вот литературном языках, потому что это моя работа. Но это вы специально. Но если встречаются горные, разговаривают на русском языке, так как сразу не понимают. Вот тут двумя словами сказать, конечно, трудно. Если специалист, он хорошо понимает. Если не специалист, вот они, конечно, разговаривают, к сожалению, на русском языке. На марийском редко кто общается между собой. А вот в школе какой изучают, какой язык? Литературный, да, изучают? В Горномарийском районе и в Козьмодемьянске, да, изучают горномарийский. Да, конечно, да. Участие. Литературный язык, а на этой стороне. Спасибо. Не все услышала, к сожалению. Связь немного нас подводит, конечно. Я не услышала вопрос. Не было все. Не было. Да. Большое спасибо. Оставайтесь на связи. Мы продолжаем заседание секции. Дистанционные доклады у нас закончились, и мы уже переходим очень, так скажем. Если знаем, кто Ольга Владимировна, пожалуйста. Ольга Владимировна, научный сотрудник Удмуртской Сейчас можно. Так, уважаемые коллеги, разрешите представить вашему вниманию доклад на тему основные тенденции развития современной удмуртской лексикографии. Составление лексикографических трудов различного типа входит в число важнейших задач удмуртской лингвистической науки. И данный доклад будет посвящен обзору словарей удмуртского языка, изданных в 21 веке. Главной целью исследования является определение основных тенденций развития современной удмуртской лексикографии и обозначение актуальных проблем, требующих своевременного решения. Двуязычная удмуртская лексикография в основном развивается за счет удмуртско-русских и русско-удмуртских словарей. Благодаря многовековому соседству между этими двумя народами сложились прочные связи во всех сферах общественной и бытовой жизни. И эти тесные отношения обусловили необходимость создания переводных словарей. Из наиболее значительных достижений последних лет следует отметить удмуртско-русский словарь 2008 года издания.
подготовлены лингвистами Удмуртского института истории языка и литературы, который содержит около 50 тысяч слов современного удмуртского языка. В словарь включено много неологизмов, некоторые устаревшие слова, а также значительное количество диалектной и разговорной лексики, получившей широкое распространение в удмуртском языке в последние десятилетия. Но следует заметить, что в настоящее время при подготовке национального корпуса удмуртского языка и с включением большого количества удмуртских текстов в корпус выявляется, что много лексических единиц не вошло в данный словарь. Это отдельные слова литературного языка, некоторые диалектизмы, встречающиеся в текстах произведений, различные разговорные и диалектные формы слов и очень много наречно-изобразительных слов, которые в удмуртском языке очень богато представлены. И возникает большая трудность при их переводе на русский язык, так как в русском языке трудно подобрать эквивалент, точно отражающий значение данных лексических единиц. И в настоящее время лингвистами ведется работа по переводу лексики и не включенной словарь. В 2019 году был издан двухтомный русско-удмуртский словарь, который содержит более 55 тысяч заглавных слов, относящихся к наиболее употребительной лексике современного русского литературного языка. Данный труд подготовлен с учетом материалов ранее вышедших русско-удмуртских, удмуртско-русских словарей, памятников письменности, периодической печати, удмуртской научной, учебной, художественной и публицистической литературы. И данное двуязычное издание является практическим пособием в изучении удмуртского языка и широко используется в переводческой деятельности. И кроме этих традиционных словарей, охватывающих лексику всех областей жизнедеятельности людей и общества, в новом веке были также изданы отраслевые и терминологические словари. К примеру, в 2002 году вышел в свет русско-удмуртский, удмуртско-русский словарь, толковый словарь химических терминов, подготовленный Конюховым. Словарь включает 1800 слов с толкованием значений и иллюстративных примеров. В 2003 году опубликован русско-удмуртский словарь географических терминов, содержащий богатый материал энциклопедического характера и состоящий из более 1700 словарных статей. Составители Туганаев, Воронцов, переводчиков. В 2006 году вышел в свет удмуртско-русский и русско-удмуртский словарь лингвистических терминов, подготовленный Зверевой и Шибановым. В данный словарь включено около 1150 слов из области лингвистики, собранных авторами из многочисленных письменных источников, и в результате чего для обозначения большинства понятий предложено несколько удмуртских вариантов. В 2012 году Сергеевой опубликовано учебно-методическое пособие «Удмурт кыл кодон ним кылды бешеткон амал тодосухой юздор», в котором удмуртские лингвистические термины переводятся с переводом на русский язык. И кроме этого с указанием библиографических источников, откуда взято каждое конкретное слово и сочетание слов. В 2012 году Осотовой и Кирилловой издан русско-удмуртский, удмуртско-русский медицинский словарь, где переведен перечень удмуртских медицинских терминов с их переводами. Терминология по многим областям научных знаний была переведена на удмуртский язык в результате реализации проекта создания терминологических словарей на национальных языках для общеобразовательных школ в регионах проживания коренных народов Российской Федерации. В результате данной работы в 2011 году были изданы небольшие словарики по информатике, информационным компьютерным технологиям, по языку, биологии, истории, географии, математике, обществознанию, химии, литературе, физике. Следует отметить, что терминология по многим отраслям наук в удмуртском языке была не разработана, и составители словарей и этих небольших словариков, и выше названных словарей вели работу по целенаправленному созданию неологизмов при помощи продуктивных словообразовательных средств удмуртского языка взамен русских заимствований.
Большую роль в терминотворчестве последних лет сыграла также республиканская термино-орфографическая комиссия по удмуртскому языку. И одной из основных задач, которая является совершенствование терминологии удмуртского языка. Новые удмуртские слова и термины, предложенные утвержденной комиссией, были изданы в 2 бюллетенях. Первый был издан в 1998 году, второй в 2008. На сегодняшний день наблюдается повышенный интерес удмуртов к изучению родственных языков. В 1995 году было создано финно-угорское отделение при факультете удмуртской филологии Удмуртского государственного университета, где начали преподавать финский и венгерский языки. Для всех желающих регулярно проводятся языковые курсы по изучению данных родственных языков. И в связи с возникшей потребностью в подготовке высококвалифицированных специалистов, владеющих удмуртским и другими финно-угорскими языками, в 2002 году был издан удмуртско-венгерский словарь, составитель Иштван Козмач, в 2008 опубликован удмуртско-финский, а в 2013 финско-удмуртский словарь, составители Максимов, Севка Саринин, Данилов, Серебрского. А если раньше родственные языки изучались через посредство русского языка, то с появлением данных лексикографических трудов появилась возможность изучать их с помощью родного языка, чтобы повысить эффективность усвоения. Еще одной особенностью изучаемого периода является создание словарей близкородственных языков. Степановым подготовлен и в 2007 году издан лексикографический труд «Удмуртский борда Лытянкуй», который представляет собой первый опыт создания отдельного удмуртского коми сопоставительного словаря и приложенной к нему хрестоматии. Общий объем словаря превышает 3000 заглавных слов. Из двуязычных словарей также достойны внимания труды на основе удмуртского и других иностранных языков. К примеру, в 2007 году был издан французско-удмуртский разговорник со словарем составителей Светлана Елегарова и Бенуа Манте. На сегодняшний день продолжается работа по изданию лексикографических трудов, которые до сих пор хранились в архивных фондах в рукописном виде. В 2001 году на польских опубликовал самый первый лексический материал по удмуртскому языку, более 300 слов, содержащихся в дневниках исследователя Сибири Мессершмитта. В 2006 и 2011 годах изданы материалы рукописных польско-русских словарей Григория Верещагина, а в 2020 году опубликован его русско-русский словарь, ответственный за выпуск автокомментарий и предисловия Леонид Николаевич Ильчин. Рукописи являются памятниками истории удмуртского языка, поэтому материал воспроизведен с соблюдением всех орфографических, всех особенностей графики и орфографии того периода. Заметным явлением в удмуртской лексикографии в последнее время стало издание в 2009 году синонимического словаря составителей Кельмаков. В данной работе рассмотрено более 780 синонимических рядов современного удмуртского литературного языка, и приведенный материал подтверждается примерами, извлеченными из художественной литературы и периодических изданий. В 2004 году Насибулиным и Симоновым опубликован тематический русско-удмуртский словарь, который является уникальным источником при изучении тематических пластов лексики. Словарь переиздан в 2006 и в 2015 годах. Небольшая сложность использования данного словаря – это неалфавитное расположение слов внутри тематических блоков. В 2013 году издана книга Людмилы Ильевны Карповой «Лексика северного наречия удмуртского языка, среднечеглецкий диалект», в котором содержится словарь удмуртской диалектной лексики, распространенной в населенных пунктах северных районов Удмуртии. В указанный источник включено около 7000 словарных статей, снабженных русскими переводами, в отдельных случаях приведены и элементы толкования, иллюстрации, примеры живого речевого употребления слов. Лексический же фонд южного наречия и срединных говоров удмуртского языка до сих пор остается недостаточно изученным. Полная фиксация диалектного материала на всей территории проживания удмуртов и подготовка диалектологического словаря является одной из наиболее актуальных вопросов удмуртского языкознания, поскольку процесс утраты диалектного своеобразия идет усиленными темпами.
В 2002 году с применением новых правил орфографии и пунктуации был издан орфографический словарь удмуртского языка, ответственный редактор Иван Васильевич Тараканов. Но в связи с тем, что правила правописания недостаточно разработаны и не отвечают требованиям сегодняшнего дня, возникла необходимость их пересмотреть и доработать. И в настоящее время в этом направлении ведется работа. Правила орфографии разработаны Самаровой, часть правил пунктуации Фирмаковым. В редактировании правил правописания принимают активное участие лингвисты Удмуртского института истории и литературы. В связи с быстрым развитием новых информационных компьютерных технологий появляются новые формы лексикографических изданий. И в настоящее время наибольший интерес и спрос вызывают электронные словари. В результате сотрудничества Удмуртского федерального исследовательского центра УРОРА с Министерством национальной политики Удмуртской республики и организацией «Науматика» были подготовлены и размещены в интернете электронные версии удмуртского, русского и русского удмуртского словарей, подготовленных сотрудниками нашего института. Проникновение интернета во все сферы повседневной жизни и массовое использование цифровых технологий приводят к популяризации электронных онлайн-словарей вместо бумажных. И подытожив вышеизложенное, отметим, что в последние годы в удмуртском языкознании ведется работа по изданию переводных удмуртско-русских и русско-удмуртских словарей, проводится работа по выработке и усовершенствованию терминологии по различным ветвям наук с последующими изданиями словарей. Словарный запас удмуртского языка активно пополняется новыми словами и терминами, также вводятся в научный оборот устаревшие слова. Издаются словари удмуртского языка в переводе на родственные финно-угорские языки. Продолжается работа по выявлению и изданию ранних письменных источников удмуртского языка. Выпускаются словари различного типа, а также создаются труды с учетом возможностей, предоставляемых современными информационными технологиями. И рассмотрев словари, вышедшие в 21 веке, и учитывая более ранние лексикографические труды по удмуртскому языку, следует выделить основные направления, которые необходимо разработать, чтобы удмуртский язык как государственный мог упорядочиться. Как было уже упомянуто выше, в самое ближайшее время следует доработать и издать орфографического удмуртского языка. Пробелом в области удмуртской лексикографии является отсутствие этимологического словаря. В словаре Алатырева, изданном в 1988 году, рассмотрены лишь этимологии на букву А и Б. В 2015 году марийским лингвистом Вершининым издан труд этимологии удмуртских слов. Но, как отмечает сам автор данной научной работы, этот этимологический словарь нельзя назвать совершенным. Он во многом остается справочным трудом пособием для составления этимологии марийских слов. Часть этимологии осталась на уровне рабочих гипотез. Анализу фразеологического фонда удмуртского языка посвящены словари Зюминой, краткий удмуртско-русский фразеологический словарь, и средства образного выражения в удмуртском языке. Но указанные лексикографические словари также не отражают всего богатства образного удмуртского языка. И в связи с тем, что в удмуртском языкознании отсутствует множество словарей, и некоторые из существующих трудов требуют доработки и усовершенствования, в соответствии с сегодняшним днем возникает настоятельная необходимость усиления лексикографической работы по удмуртскому языку и создания постоянно работающей лексикографической группы. Спасибо за внимание. Есть ли вам вопросы? Приглашаем докладчика Светлану Алексеевича. Алексей Александрович, за компьютер, пожалуйста, туда подойдите, потому что Лучше я напишу. Сейчас тоже. И на лучше напишу. Сейчас настроим дальше.
Куди звали? Тогда. Все. Сейчас возьму это мышление. Да, Тань, потом Тань, следующий. Сейчас видео включу. Ладно, давай так. Ладно. Да, давай. Добрый день, уважаемые коллеги, гости. Разрешите представить доклад. У меня в какой-то степени доклад будет переплетаться с предыдущим докладом, и он представляет собой такой некий, скажем, некая презентация трудов сотрудников нашего института, именно лингвистов, именно трудов монографий, которые вышли в последнее время, то есть начиная с 2000-х годов, то есть, потому что все статьи анализировать это, то есть надо очень много времени. Научная работа лингвистов в институте началась с организации социально-культурного сектора, в составе которого была секция языка и литературы. В 1936 году после преобразования социально-культурного сектора был утвержден сектор языка и литературы. В области удмуртского языкознания были определены следующие задачи. Так. Создание научной грамматики удмуртского языка, углубленное исследование отдельных вопросов теории удмуртского литературного языка, создание словарей, изучение диалектов удмуртского языка. Нужно отметить, что эти задачи актуальны и в наши дни. В январе 2007 года путем объединения 3 секторов языкознания, литературы и фольклора, археологии был создан отдел исследований культурного наследия. А в 2010 году в результате реорганизации на базе отдела исследования культурного наследия организован отдел филологических исследований, сотрудниками которого стали языковеды, литературоведы и фольклористы. В настоящее время в институте работают Кириллова Людмила Евгеньевна, Карпова Людмила Леонидовна, Титова Ольга Владимировна, Ившин Леонид Михайлович, Шибанов Алексей Александрович, Душенкова Татьяна Рудольфовна, Максимов Сергей Анатольевич, Безинова Мария Петровна и Уткина Александра Филипповна. Основными направлениями их научной деятельности являются это грамматика современного удмуртского языка, непосредственно морфология, лексикология и лексикография, письменные памятники, диалектология, топонимика, ареальные исследования, корпусная лингвистика, когнитивная лингвистика и лингвокультурология. На сегодняшний день лингвисты института занимаются следующими направлениями. И сразу хочу отметить, что когда я относил монографии к тому направлению или к другому, то есть была трудность, то есть они названы условно, потому что даже работу, скажем, Людмилы Леонидовны Карповой отнести только к диалектологии, то есть это неправильно, потому что это где-то и морфология, это где-то и диалектология, где-то и лексикология. То есть, ну, так как Людмила Леонидовна себя считает диалектологом, то есть я ее относил больше, то есть, простите, да. То есть, и вот первый раздел – это морфология. Начну с себя хорошего. Значит, данная тема затронута в трудах таких ученых, как я говорил, и Карпова Людмила Леонидовна, и Шибанов, и Максимов, и другие сотрудники. Мной опубликованы 2 работы. Это, значит, первая книга это в 2012 году «Наречие в удмуртском языке», и следующая работа это «Подражательные слова в удмуртском языке», 2017 год. Вторая это большая тема у нас это лексикология. В настоящее время исследования в области лексикологии проводятся Ольгой Владимировной Титовой и Сергеем Анатольевичем Максимовым. Темой научных изысканий Ольги Владимировны Титовой является лексика материальной культуры удмуртского языка. Ею подготовлена и опубликована монография «Отраслевая лексика удмуртского языка», 2017 год. Сергей Анатольевич Максимов проводит исследования пермской лексики в диахроническом и ареальном аспектах. В 2018 году им опубликована работа под названием «Северо-удмуртско-коми-ареальные языковые параллели. Лексика, фонетика, морфология». Третий это большой блок, это, конечно, лексикография. Помимо исследований по лексикологии, сотрудники отдела занимаются созданием лексикографических трудов по удмуртскому языку. В результате работы были изданы словари различного типа. Это уже говорил Владимир, это словарь Конюхова, это словарь химических терминов,
Зверев, Шибанов, удмуртско-русский, русско-удмуртский словарь лингвистических терминов, Туганаев, Воронцов, переводчиков, ответственный редактор Зверева, русско-удмуртский словарь географических терминов, Асотова, Кириллова, русско-удмуртский, удмуртско-русский словарь медицинский словарь. Тут также стоит отметить уже работу Карпова, это лексика северного наречия удмуртского языка, 2013 год. Сотрудники отдела работают над выявлением и изданием лексикографических трудов удмуртского языка, которые хранились в архивных фондах в рукописном виде. В 2006 и 2011 году опубликованы материалы водско-русских словарей Верещагина, составленных в разных хронологические переводы. Ответственный за выпуск автор комментариев и предисловия Леонид Николаевич Ившин. В 2020 году были опубликованы материалы по его рукописного русско-водского словаря. Также ответственный руководитель у нас Леонид Николаевич Ившин. В 2008 году, благодаря финансовой поддержке Государственного совета и Министерства национальной политики Удмуртской республики, вышел в свет нормативный удмуртско-русский словарь, отразивший состояние словарного фонда удмуртского языка 80-х годов 20-го и первого десятилетия 21 века. Удмуртско-русский словарь, значит, в 2019 году увидел свет двухтомный русско-удмуртский словарь, представляющий собой определенный итог развития русской и удмуртской лексикологии и лексикографии, охватывающий словарный состав современного русского и удмуртского языков. Четвертое, например, это у нас диалектология. Изучение удмуртских диалектов являлось одним из важных направлений деятельности института с момента его создания. В настоящее время вопросами обозначенной дисциплины занимаются Карпова и Максимов. Одними из крупных работ в данной категории за последние годы явились следующие работы, принадлежащие руке Людмилы Ленина Карпова. Это среднечепецкий диалект удмуртского языка 2005 год и диалекты северного наречия удмуртского языка 2020 год. Пятое направление – это ономастические исследования. В последнее время на данном направлении проводит исследование Людмила Ленина Кириллова. Ею опубликована одна монография «Географические термины в удмуртской топонимии» 2020 год и в соавторстве с Миром Анатолием Самаровым учебное пособие «Удмуртская анемия-1. Анемия реальной действительности» 2016 год. Также большая работа была проведена Людмилой Лениной Кирилловой при подготовке новых удмуртско-русского и русско-удмуртского словарей, чтобы включить в словари удмуртско-русский и русско-удмуртский указатели географических названий, названий населенных пунктов и рек, нужно было собрать материал по удмуртским айконимам и гидронимам, поскольку до последнего времени не было полного удмуртского реестра этих наименований. Шестое направление – это письменные памятники удмуртского языка. Большое место занимает текстологическая обработка и публикация лингвистического наследия удмуртского народа, уникальных письменных памятников удмуртского языка 18-19 века. В 2002 году была издана первая книга 4-го тома собрания сочинений, в которой включены опубликованные рукописная грамматика удмуртского языка, руководство к изучению водского языка и удмурт-грамматика, Кыккылын, удмурт-кылын, джучкылын, изданная работа о книгах на водском языке. Книга снабжена предисловием и комментариями Людмилы Ленины Карповой и Людмилы Ленины Кирилловой. В 2003 и 2004 годах репринтным способом опубликованы две книги под названием «Первые печатные книги на удмуртском языке», включающие первопечатные Евангелия и азбуки на удмуртском языке. Обе книги снабжены предисловиями Леонида Николаевича Ившина, в которых даны краткая история их составления, представлены данные графики и орфографии их составления, отражены диалектные особенности говоров северного наречия, середины говоров удмуртского языка. Итогом целенаправленного анализа ранних письменных памятников удмуртского языка явилась монография Леонида Николаевича Ившина «Становление и развитие удмуртской графики и орфографии в 18-первой половине 19 века». Так, следующее это, например, это когнитивная лингвистика и лингвокультурология. В последние десятилетия впервые в удмуртском языкознании заложено направление исследований концептов эмоций удмуртского языка. Изучением когнитивной лингвистики и лингвокультурологии занимается Татьяна Рудошина-Душенкова. Результаты обобщены в следующих монографиях. Первое – это ключевые понятия удмуртской языковой картины мира, 2020 год. И вторая книга – это эмоциосфера удмуртской языковой картины мира, тоже 2020 год. И абсолютно новое течение – это корпусная лингвистика, абсолютно новое направление. Корпусная лингвистика – это раздел языкознания, занимающийся выявлением закономерностей функционирования языка через его анализ и изучение с помощью лингвистического корпуса. Лингвистический корпус – это массив текстов, собранных в единую систему по определенному признаку – языку, жанру, времени создания текста, автору и тому подобное, и снабженных поисковой системой. На сегодняшний день руководителем данного направления является Безинова Мария Петровна. В процесс пополнения корпуса удмуртского языка включены все сотрудники-лингвисты. Спасибо за внимание. Вопросы? Далее продолжаем.
Вы тоже, пожалуйста, неверно. Я отсюда буду. Вас слышат, им плохо слышно. Да, совсем, да, всем, кто удалённый, плохо вас слышно. Водичку вам, да, поставить? А я возьму. Да, там. Консультации можно. А, ладно. Просто ширин, да? Так, вот. Перед тем, как начну выступать, здравствуйте, дорогие коллеги, уважаемые студенты. Скажу, что направление, выбранное в нашем выступлении, является, как бы сказать, новым еще, не совсем с нами полностью осмысленным, поэтому, если будет что-то непонятно, конечно, жду вопросы, комментарии, другие осмысления. Значит, к вопросу о лексико-семантических изменениях в удмуртском языке на материале письменных памятников XVIII века. Смысловая сторона слов представляет собой чрезвычайно хрупкую, подвижную материю, чутко реагирующую на раздражение внешнего характера. Эти изменения заключаются главным образом в том, что с одной стороны изменяется объем, углубляется содержание тех понятий, которые выражаются данными понятиями, а с другой, наряду со своим обычным основным значением или вместо него появляется другое значение. Определить причины семантических изменений представляется возможным при подробном анализе значения одной и той же лексемы. Новое значение возникает на основе другого по определенным моделям семантической деривации и зачастую может быть связано или с семантической аналогией, или с экстралингвистическими факторами, историческими, социальными и другими. Лексическое своеобразие памятников ранней удмуртской письменности в разные годы в той или иной мере находило отражение в научной литературе. Среди не очень многочисленных работ ученых в первую очередь выделяются исследования Ивана Васильевича Тараканова, Тамары Ивановны Пляшиной, Василия Ивановича Алатырева, Валентина Кельмаковича Кельмакова, Леонида Михайловича Ившина и некоторых других. Однако вопросы о семантических изменениях, сдвигах в удмуртском языке раннего периода на сегодняшний день практически не изучены. Данная тематика получила некоторое освещение в единичных работах Кельмакова и в моей одной статье. Историческое изучение семантических изменений едва ли мыслимо иначе, как в лексикологическом плане, то есть в связи с изменением в словарях разного времени написания. Изучая типы семантических изменений, исследователи чаще выделяют метафоризацию, сужение и расширение значения слова, внутрисловную антонимию и так далее. Вне сомнения, важнейшими источниками исследования смысловых изменений в любом языке, в том числе удмуртском, являются сохранившиеся памятники письменности, данные живых диалектов, художественные тексты, древнейшие заимствования и словарные составы родственных языков. Каждый из этих источников по-своему может пролить свет в выявлении видоизменений в значении слов. Одной из причин появления данной работы явилась в первую очередь семантическая неоднозначность слова или его диахроническое семантическое изменение, которые были обнаружены в процессе знакомства с памятниками ранней удмуртской письменности. Объектом исследования являются опубликованные и рукописные письменные памятники удмуртского языка последней четверти XVIII столетия. Это первая грамматика удмуртского языка, сочинение, грамматика Михаила Мышкина и удмуртско-русский словарь Захария Кротова. Выбранные для анализа письменные памятники являются довольно объемными, особенно если учесть время их написания, поскольку словари и глоссарии, составленные раньше
Их включает в себя всего от 20 до 350 словарных единиц. Материалы памятников письменности последней четверти XVIII века позволяют выделить в них антонимические пары и синонимические ряды. В этих источниках представлены амонимия и полисемия, встречаются отдельные устойчивые выражения. Надо заметить, что большая часть представленных в них слов являются актуальными и на сегодняшний день. В той или иной мере сохраняется их смысловая нагрузка. Ряд лексем в настоящее время фигурирует только в диалектах. Тем не менее, в письменных источниках представлены такие словарные статьи, значение удмуртского слова, в которых в настоящее время интерпретируется уже несколько иначе. Очень часто встречаются слова амонимы и многозначные слова, которые составителями не обозначены отдельными словарными статьями. В отношении этих лексем той или иной лексико-семантической группе может быть определено только по их переводным частям. Примеры я приводить не буду, в слайдах они видны. Первые из двух названных амонимов сохранили свои смысловые показатели до настоящего времени. В третьем примере составитель объединил в словарную статью два совершенно разных удмуртских слова, по всей вероятности, по причине близости их звучания. То есть получается два слова «берегтыны» вернуть, воротить и «быректыны» вскипеть, вскипятить. Кротов дал это все в одной словарной статье. Пристальное внимание также следует обратить на многозначные слова, для выявления которых большую помощь оказывают переводные части словарных статей. Встречаются ситуации следующего плана. Первое. Авторам предлагается только прямое значение, а имеющиеся переосмысления зачастую опускаются. Второе. Иногда зафиксировано только переносное значение, а основное значение не продемонстрировано. В редких случаях приведены все известные составителю значения слова, причем основное значение слова может стоять в переводе как на первом месте, так и на последнем. Этот подход к обозначению многозначности той или иной лексемы может говорить о том, что сам автор-составитель не является активным носителем удмуртского языка, а фиксирует лишь те факты, которые удалось обозначить путем опроса удмуртов-информантов. Так, например, многозначное слово «пуктыны», которое в прямом значении содержит семантику «ставить», «поставить», при переосмыслении дает несколько значений. Посадить на стул, построить дом, зарядить ружье. Это в современном русском языке, я говорю. В современном удмуртском языке. Занести сугроб, посадить саженцы, принять решение, предъявлять требования, назначить на должность, сажать в тюрьму. А в представленном на слайде в удмуртско-русском словаре Кротова словарная статья со словом «пуктышко» представлена последующими вариантами переводов. Сажаю, заключаю, насаживаю, всаживаю, втыкаю, наставляю, присаживаю, приставляю, произвожу, ставлю. Автор стремился показать широкую смысловую загруженность лексемы, но основное значение, основную семантику слова «ставлю» поместил на самом последнем месте. Возьмем другой пример. В удмуртском языке слово «липет» имеет основное значение «крыша», «кровля». Другими его семантическими вариантами являются в современном языке навес, скрытый зерноток. В рукописной грамматике Мышкина лексема «липет», как видите из слайда, переведена «шатер», «палатка», «крыша». В данном случае автор рукописи основную семантику лексему также поместил на последнем месте в переводе. Далее, семантическое изменение слова хорошо прослеживается в тексте. Однако, как мы знаем, удмуртский язык 18 столетия не может похвастаться объемными текстами художественного, переводного или какого-либо другого характера. Два стихотворения, изданные в это время, представляют собой трудные для понимания с точки зрения синтаксиса произведения. Тем не менее, в грамматике Михаила Мышкина были зафиксированы первые образцы мини-текстов, пословиц, поговорок и отдельных предложений пареомиологического характера, в которых некоторые удмуртские слова, имевшие в обыденной речи или в словарях XVIII века обычное несколько бытовое значение, получили возвышенную семантику. Так, лексема «лечтышко» делаю,
Пословица «in marte номере углу лештины» «без Бога ничего не можно творить» и получила некоторый семантический сдвиг более книжного характера и «сделать, творить». Семантические преобразования явились одним из основных путей развития и формирования удмуртской лексико-семантической системы в первой половине XIX века при переводе объемных евангельских текстов. Последствием семантических трансформаций послужили как расширение в большинстве случаев, так и сужение исходного значения слова. Примером на расширение смысловой нагрузки можно назвать лексему «усто». В современном языке хорошо, замечательно, искусно, умело, хороший, замечательный, искусный, умелый, которая в XVIII веке зафиксирована в двух памятниках. В первой грамматике удмуртского языка «усто» – художник. В словаре Захарии Кротова «усто» – ремесленный человек, искусно, искусный, мастер, мастерица. Как видим, в первом случае «усто» имеет однозначный перевод и обозначает конкретно художника. А в удмуртско-русском же словаре Захарии Кротова, составленного 10 годами позже, произошло семантическое расширение. Слово «усто» стало означать ремесленника и, в общем, умеющего человека, мастера. Примером, также показывающим семантическое расширение слов, можно отнести и последующие лексемы, которые представлены в слайде. Я их зачитывать уже не буду. Примером на сужение значения может служить слово «ожман», переведенное Захарием Кротовым как «баталия», «бой», «драка», «разбойничество». В современном удмуртском языке глагол «ожманы» обозначает нанести рану, наносить раны, заколоть, колоть, убить, убивать холодным оружием, острым предметом. Таким образом, на сегодняшний день лексема «ожманы» уже не имеет значения вести войну, воевать, драться, разбойничать. Значит, произошло сужение значения. Таким образом, можно сделать попытку сформулировать некоторые тенденции в развитии семантических отношений в письменных памятниках удмуртского языка XVIII столетия. В материалах письменных источников наблюдается некоторая трансформация первичного значения лексем. Результатом семантических изменений является преимущественно расширение основного значения слова, а также сужение в некоторых случаях. Спасибо за внимание. У меня все. Может быть, вопросы? Приглашаем Фарку Людмилу Леонидовну, ведущий научный сотрудник Удмуртского института истории и Сейчас. Я буду звонить. Да. Да. Сейчас что-то. Вот. Так, кажу королочку. Сейчас скажу, да? Так. Очень коротко, да? Добрый день, уважаемые коллеги и все присутствующие, дорогие мои студенты тоже. Тема моего доклада озвучена. Удмуртский язык обладает довольно развитой системой послелога. Вопрос данной лексико-грамматической категории слов остается одним из сложных и даже спорных в удмуртском языкознании. Это связано прежде всего со спецификой функционирования послелогов, их многозначностью, нечеткими семантическими принципами, сложностью дифференциации от других частей речи, с которыми они связаны генетически.
В имеющихся трудах по категории послелога удмуртского языка внимание языковедов обращено главным образом на общеграмматические признаки и генетические истоки отдельных послелогов. Специальных работ, освещающих многообразие различий и особенностей послелогов в удмуртском диалектном континууме, практически нет. Все это предопределяет необходимость как теоретического, так и практического анализа послелогов, функционирующих в различных микро- и макросистемах удмуртского диалектного языка. Данное исследование посвящено описанию специфики функционирования отдельных послелогов в диалектах северного наречия удмуртского языка. Эмпирическую базу исследования составили языковые материалы диалектологических экспедиций автора в районы проживания северных удмуртов. В пределах северного наречия принято выделять 3 группы говоров или 3 диалекта. Это верхнечепецкие, среднечепецкие и нижнечепецкие. Послелоги северноудмуртских диалектов по основному составу, семантике и употреблению весьма сходны с послелогами других удмуртских диалектов и литературного языка и проходят те же пути развития от самостоятельных слов к служебным, уточняющим смысловые связи в структуре предложения. Вместе с тем имеются некоторые отличия функционирования отдельных из них, на рассмотрение которых и остановимся. Первая особенность. В среднечепецком и нижнечепецком диалектах пространственные серийные послелоги «борщи» и «борщищ», помимо общей распространенной семантики «за», «позади», «сзади», выступают со значением «следовать», «идти», «двигаться за кем-либо», «с кем-либо». То есть семантика этих послелогов в указанных диалектах шире. Примеры представлены на слайде. Я зачитывать, наверное, уже не буду. Я сразу извиняюсь, то, что у меня здесь нет африкат, я просто-напросто не успела переделать, то есть они трансформировались, и поэтому прошу прощения. Пример представлен. Аналогичная семантическая функция послелогов «борщи» и «борщищ» спорадически наблюдается также в гыинском кусте верхнечепецкого диалекта, граничащем с балезинским говором среднечепецкого диалекта. Отметим, что в большинстве удмуртских диалектов для выражения семантики «следовать», «идти», «двигаться за кем-либо», «с кем-либо» используется послелог «борщи». Следующая особенность. В удмуртском языковом континууме послелоги «вылын» и «вылты», выступающие в сочетании с именами, как правило, выражают локальные отношения. В среднечепецком и нижнечепецком диалектах указанные послелоги, помимо пространственной семантики, употребляются для обозначения темпоральных отношений в зависимости от лексического значения имен, сопровождаемых этими послелогами. В материалах по указанным диалектам в довольно большом количестве представлены примеры сочетаний этих послелогов с существительным «война». Вот здесь как раз тоже у меня представлен пример. Зачитаю хотя бы один пример. «Нянезно война вылын айвал», и хлеба во время войны не было. Это пример из среднечепецкого диалекта. Употребление данных послелогов для выражения временного значения не характерно для верхнечепецкого диалекта, в котором, как и в большинстве удмуртских диалектов, в указанном значении используется послелог «дырья». Следующая особенность. В северноудмуртском диалектном ареале некоторая специфика обнаруживается в употреблении послелогов для обозначения цели, мотива действия. В среднечепецком и нижнечепецком диалектах для выражения объектных целевых отношений вместо датива южноудмуртских и некоторые части срединных говоров с показателем «лы» употребляется сочетание существительного или другого имени в номинативе с послелогом «понна» – «за», «для», «ради». Например, такие выражения. Среднечепецкое, нижнечепецкое в упоннамынез, южноудмуртские диалекты в улымынез. За водой она пошла, пошел, пошла. И пример в виде предложений представлен на слайде. В отличие от этого, в верхнечепецком диалекте для выражения объектно-целевых отношений используется послелог «дуре», имеющий значение «за», «для», «ради». Исключение составляют смежные со среднечепецким диалектом гыинские кускесского говора верхнечепецкого диалекта, в котором отмечается параллельное функционирование обоих послелогов «дуре» и «онна».
Пример тоже представлен на слайде. Следует отметить, что в южноудмуртском диалектном ареале употребление форм датива на «лы» в указанных значениях, по мнению Ивана Васильевича Тараканова, возникло под влиянием татарского языка. В говоре деревни Тараканова и близлежащих населенных пунктов Агрикольского муниципального образования Красногорского района, входящих в Глазовский говор среднечепецкого диалекта, функции после лога «понна» нередко выступают и после лог «доры» «задля». Ну, пример зачитаю. Хлебовозка отчизнивал ульчати, нянь дор табрету бонони. То есть хлебовозка проехала уже по улице, за хлебом теперь нужно уже идти. Использование после лога доры в аналогичной функции отмечается в срединных прикельмейских говорах, с которыми непосредственно граничат говоры указанных населенных пунктов. В Явском говоре среднечепецкого диалекта и Косинском говоре нижнечепецкого диалекта обращают на себя внимание отдельные случаи употребления после лога «понна» в сочетании с генитивом притяжательной формы существительного вместо обычной номинативной формы. Вот пример. «Юбкаме понна пырикорка» вместо «юбка понна пырикорка». В остальных говорах северно-удмуртского языкового ареала сочетание существительного с послелогом «понна» в подобном оформлении встречается, не зафиксировано оно и других территориальных разновидностей удмуртского диалектного языка. Следующая особенность. В северно-удмуртском диалектном ареале для выражения причинных отношений активно используется послелог «срн» из-за, ради, благодаря, по причине, вследствие несвойственным другим удмуртским диалектам. Данный послелог, согласно нашим полевым материалам, используется и в сочетании с номинативной формой имени. Примеры представлены тоже на слайде. Послелог «юрин», широко функционирующий в указанном значении в большинстве удмуртских диалектов, в северно-удмуртском языковом ареале встречается крайне редко. Его употребление наблюдается в основном в пограничных с прикельмейскими, далее с идвильским говором, срединными говорами, так скажем. Для среднечепецкого диалекта и верхнечепецкого диалекта специфичным является употребление наряду с послелогом «нте» вместо «за», с тем же значением заимствованного послелога «местае», «места-местае», имеющего тенденцию вытеснения собой удмуртского аналога. Послелоги «места-местае», «нте» выражают отношением замещения, заместительства «нянь-места», «нянь-местае», «нянь-нте» вместо хлеба, «мон-места», «мон-местае», «мон-нте». Примеры представлены тоже на слайде, зачитывать не буду, поскольку, я понимаю, времени совершенно нет. Для нижнечепецкого диалекта, как показывает имеющийся материал, характерно функционирование только послелога «местае» или «месте». Для большинства удмуртских диалектов в указанном значении характерно употребление послелога «нте». Это эти примеры были. И следующая особенность. Дифференциальной чертой верхнечепецких говоров является широкое функционирование серийных послелогов с основой на «дын», со значением «у», «около», «возле», «при», который не свойственен другим удмуртским диалектам. Пример представлен, читать не буду. В среднечепецком и нижнечепецком диалектах полные формы послелогов с основой на «ди» встречаются сравнительно редко, что обусловлено их переходом в падежеобразные суффиксы. Следует отметить, что в понинском подговоре и борезинском говоре среднечепецкого диалекта, пограничных с верхнечепецкими говорами, имеют место случаи сохранения полных форм послелогов с основой на «день». Примеры тоже указаны. В среднечепецком и нижнечепецком диалектах, как и в большинстве удмуртских диалектов, функцию послелогов с основой на «день» выполняют послелоги с основой на «дор». Примеры тоже представлены. Последний пример, в частности. И следующая, последняя особенность. В диалектах северного ареала обращают на себя внимание пример употребления пространственных сильных послелогов, образовавшихся из падежной формы пролативного значения. Эти послелоги характеризуются многообразием морфологических вариантов падежного аффикса, функционирование которых не представляет единства рассматриваемых диалектов. Для верхнечепецкого диалекта характерна тенденция к употреблению послелогов с формантом «эти», для нижнечепецких говоров с соломорфами «ти», «эти».
В отличие от этого, в среднечепецком диалекте пролатив имеет следующие варианты показателя. Вот указано, видите, очень большое множество. И вот это употребление этих алломорфов не представляет не совсем одинаково в говорах среднечепецкого диалекта. В ярском и глазовском обнаруживаются все варианты показателя данного падежа. Юкамельскому говору свойственно в основном функционирование вариантов «ати», «ети», эти, ети. В балетинском говоре отмечается наличие вариантов ити, юти, эти, ети. Так. Следует отметить, что в литературном языке и большинстве удмуртских говоров наблюдается употребление указанных послеложных форм с формантом ти, эти. Таковы вкратце особенности, выявленные нами в системе послелогов североудмуртских диалектов. Проведенный анализ показал, что послелоги в указанном диалектном ареале в общей своей характеристике не проявляют больших отличий от послелогов литературного языка. Вместе с тем наблюдаются некоторые особенности функционирования некоторых из них. Анализ материала позволяет заключить, что из обследованных 3 северных диалектов проявлений специфики в области послелогов наибольшее сходство обнаруживают между собой среднечепецкий и нижнечепецкий диалекты. Наличие комплекса общих специфических черт в указанных диалектах обусловлено прежде всего этногенетическими и миграционными процессами, происходившими в исследуемом регионе. Благодарю за внимание. Следующего докладчика Кириллову Людмилу Евгеньевну, старший научный сотрудник Московской института. Сейчас. Следующий. Здравствуйте, уважаемые участники конференции, студенты. Сегодня мой доклад будет посвящен лексике для обозначения искусственно созданных водных объектов на материале удмуртских топонимов. Вода, как известно, является одним из основных и необходимых условий жизнеобеспечения людей. Кроме природных водных объектов, рек, ручейков, озер, родников, заливов, излучин рек и так далее, существуют еще водные источники искусственного происхождения, то есть созданные человеком объекты. Это пруды, водохранилища, каналы, искусственные озера, колодцы, мочища. Водохранилища, каналы, искусственные озера для нас не так актуальны. В своем докладе я буду рассматривать географические термины для обозначения колодцев, прудов и мочищ. Эта лексика встречается в удмуртских топонимах, главным образом в микротопонимах, как основная часть географических названий. Первое. Семантическое поле колодец в удмуртской микротопонимии представлен. Семантическое поле колодец в удмуртской микротопонимии представлен целым спектром апеллятивов. Это вугы, гуджем, кыйву, кыйгу, колдеч, колодец, колоча, погрет. Одни из них являются удмуртскими по происхождению. Что-то не подчиняется. Так. Одни из них являются удмуртскими по происхождению. Это вугы. Происходит от слова ву плюс гу яма. Встречается в таких микротопонимах в селе Зом вугы,
Еремей-Бугы, Малая Бодья, Малопургинского района, буквально колодец Еремея. Следующий термин – это гуджем, происходит от глагола гуджины – копать, рыть в глубину. И пример такой – Педор гуджем, зафиксирован нами в деревне Рябинов Калугинского района, буквально колодец Федора. Активно функционируют заимствованные из русского лексемы, например, от русского колодец, образованной формы колдеч, колодец, колодча. Например, Егын колдеч, деревня Туканова Сумсинского района, буквально колодец Игнатия. Борис колдеч, деревня Даниловцы Якшурбодинского района, буквально колодец Бориса. Булычевский колодец, в деревне Егдон Селтинского района записано. Булычев – это фамилия селтинского купца, то есть колодец, расположенный на земельном угодье, принадлежащем купцу Булычеву. Это историческая личность, как вы знаете. Былый колодец, деревня Бальджашур Можгинского района, буквально верхний колодец, находится в верхней части деревни. Баджим колодча, деревня Тальяны Селтинского района записано, буквально большой колодец. Илья Марья колодча, деревня Малягур Красногорского района, буквально колодец Марьи Ильиничны, находится около дома Марьи Ильиничны. И следующий термин русского происхождения – погреб. От русского погреб, и пример такой Захар Погреб, записано в селе Большая Уча Можгинского района. Буквально колодец Захара, этот колодец вырыл Захар. Имеются географические термины, восходящие к тюркским языкам. Куи, кюи, сравните татарское кое, колодец, туркс, гуи, азербайджанское гую, кумыкское кую, ногайское куе, турецкое кую. И примеры удмуртских микротопонимов. Бегеней кюе, это деревня Нижний Кумор Кукмурского района Республики Башкортостан, это пример Дениса Корнилова. Ваня Куе, деревня Варзиба Шалнашского района, буквально Ванин колодец. Следующий термин кыйгу образован от тюркского кое и удмуртского гу. Кыйгунюк, например, такой микротопоним записан в деревне Верхний Квачи Можгинского района. Расшифровывается как колодец, расположенный около лога. Кыйву, от тюркского кое колодец и удмуртское гу, по аналогии с кыйгу. Проня кыйгу записан этот микротопоним в деревне Точашур Можгинского района, колодец Прокопия. Колодцы обычно рыли в деревнях, которые были удалены от рек. Позже ими начали пользоваться из-за того, что в реках вода не всегда бывает чистой, а колодцы являлись источником чистой питьевой воды. Зачастую в населенных пунктах на одной улице могло быть несколько колодцев, и названия им давали в зависимости от того, кто их вырыл или у какого дома они находятся. Иногда именовали по расположению верхней или нижней части деревни. После проведения водопроводного водоснабжения многие колодцы были заброшены и разобраны. Вторая группа терминов – это термины, которые используются для обозначения прудов. Функционируют такие термины удмуртского происхождения, как тымет и чипет, шипет в Кукмурском районе, образованные от глаголов тымыны, чипыны и шипыны, и заимствованные из русского языка пруд, пурут с таким же значением. Например, Былай-Тымет в деревне Павлово Увинского района, буквально пруд, принадлежащий деревне Булай. Ишток-Тымет, Чипет, деревня Чемашур, Чемашур-Кую Калнашского района, буквально пруд, запруженный степаном. Филипповка-Шипет, деревня Филипповка Кукмурского района, пруд возле деревни Филипповка. Так.
и русские заимствования пурут и пруд, например, буквопруд, очень часто встречается в деревнях, поскольку на реках часто стояли мельницы, водяные мельницы. Для примера я привела из деревни Старая Тупля и Чабишур Увинского района и Буквопруд, деревня Рябиновского Увинского района. Еще нами зафиксирован один такой пример, апеллятив, часовник. Это термин, который обозначает пруд, находящийся у часовни. Третья группа терминов – это занятие земледелием предполагало и обработку выращенных сельскохозяйственных культур. В этом плане представляют интерес микротопонимы, связанные с замачиванием конопли и льна. Лен и коноплю замачивали чаще всего в озерах и прудах. В качестве географического термина семантикой мочище в удмуртских микротопонимах употребляются слова пышты, пышты, от слов пыш, конопля, и ты, озеро, водоем. И пыш-челтон от глагола челтыны мочить, замочить. И пыш – это конопля. Так, примеры. Пышты, мочище в селе Малая Пурга, деревня Вальон Малопургинского района, деревня Якшур. Интересно, что в коми-языке также встречается точно такой же термин пышты с таким же значением. Пышты, в форме пышты, записано в деревне Тукташ Красногорского района, Ерей-Пышты, деревня Ляльшур Сарапульского уезда Вятской губернии. Это пример из работы Верещагина. Пыш-Челтон, деревня Старая Игра Граховского района. Нередко в одной деревне было несколько мочищ. Например, в деревне Чемошур-Кую Калнарского района мы записали Яша-Пышты, буквально Яшином мочище, Юбер-Пышты, мочище Юбера, Лелисей-Пышты, мочище Елисея, Мартын-Пышты, мочище Мартына. По рассказам старожилов, в некоторых селениях почти каждое хозяйство имело свое мочище. Лексема пышты-пышты уже воспринимается не как составное слово и не как микротопоним, а как нарицательный термин апеллятив, поскольку значение составляющих его лексем стирается. Это подтверждается и примером пышты-ты, в котором уже есть термин ты, еще добавляется апеллятив ты. Здесь первый компонент ты уже утратил свою семантику, поэтому для обозначения мочища используется дополнительное слово ты. Позже словом пышты начали называть озеро, пруд для замачивания не только льна и конопли, но и липового луба, который использовали для хозяйственных нужд. Изготавливали мочало, лыка для плетения лаптей, щетки, плели веревки и так далее. Это было вызвано тем, что один и тот же объект мог служить водоемом для замачивания конопли, льна и луба. Но общее понятие мочища закрепилось за первичным названием пышты, поскольку еще бытует термин бунты, бунчелтон, бунчеллян. Примеры: бунты, деревня Барабановка Янаульского района Республики Башкортостан, бунчелтон, деревня Гордиар Дебесского района, исчезнувшая деревня, бунчеллян, деревня Жуван Каменского района. Часто в микротопонимах вместо слова пышты наблюдается употребление апеллятива ты. Это касается тех названий озер, атрибутивной частью которых является антропоним, указывающий на принадлежность озер к какому-либо человеку, который мочил там коноплю или лен. Таким образом, рассмотренные нами географические термины являются ярким отражением материальной и хозяйственной деятельности людей и их адаптации к условиям окружающей среды. Нашей секции мы приглашаем Шумкову Татьяну Владимировну, старшего научного сотрудника Презентация есть, да?
Да, сейчас. Название доклада «Культурологический аспект фитонима пушнера крапивы в удмуртском языке». Все вы знаете, что крапива – это распространенное растение. Она является и кладезем витамина весной, идет на корм скоту, птицам, но в огородах и на дачах часто растет как сорняк. В еще совсем недавнем прошлом наши предки делали пряжу, ткани мешковину, холст, шили из крапивной ткани паруса, из холста белье и верхнюю одежду. Крапива широко известна как лекарственное растение от многих болезней, от кровотечения, ран, улучшает состав крови. Крапивный веник используют при радикулите. Народная медицина рекомендует мыть волосы крапивой для их укрепления и так далее. Для обычных обывателей известны, как правило, два вида крапивы. Во-первых, крапива двудомная, уртика диоика. Это растение, достигающее высоты 1,5 метра с острыми листьями. И второй вид крапивы, который произрастает на нашей территории, это небольшая травка до 50 сантиметров, более насыщенного зеленого цвета, с кругловатыми листьями, которая по-научному называется крапива жгучая или крапива малая. В удмуртском языке у нее несколько обозначений, в разных диалектах ее называют по-разному. Бегер-пушнер – татарская крапива в северных говорах, или дюч-пушнер – русская крапива в срединных говорах. Видимо, народная этимология подчеркивает ее чужеродность, употребляя этнонимы в названии растения. В русском языке крапива от крапать, значит брызгать. Крап – пятнышко. Сравните ткань в крапинку, пальто в крапинку. Ожог крапивы вызывает пятнышко, волдырь, так как в колючих ворсинках-усинках находится муравьиная кислота. Этимологию лексемы крапива в удмуртском языке выводит от коми петшер, крапива. Тойванен предлагает композицию пуш плюс нер, то есть пушистая палка или вице-прутик. Пушиный глагол, то есть буквально сделаться пушистым, разрастись о растении. Также в диалектах удмуртского языка встречаются варианты пошнер, пушнер. От корня пушнер появились глаголы пушнераны, обжечь, обжигать, стрекать, обстрекать о крапиве, сечь крапивой, собирать крапиву. И пушнерашканы, обжечься, обжигаться, жалиться крапивой, а также от глагольной существительной пушнеран, ужалить крапивой, пушнерашкон, ужалиться крапивой самому. Причастие пушнерам, ужаленный, пушнерашкем, ужалившийся. Для обозначения последствий ожога от крапивы, образования волдырей используют слова пульсиратем, пушнер пульсиратем, покрыться волдырем. Обычное слово употребления пушнер баштементы, место заросшее крапивой, крапивник. И пушнер куарьос, крапивные листья, пушнереншит, щи с крапивой. В удмуртском языке с компонентом пушнер были образованы следующие понятия и сложные слова. По внешнему сходству листьев растения получили название следующие растения. Пушнер-бурчин или пушнер-вещь, пушнер-тук, так называется повеликоевропейская. Буквально можно перевести как крапивный шелк, крапивные бусы или крапивная бахрома. Пушнер-турын – это название, значит, на русский переводится как яснотка белая, буквально крапивная трава. А по месту произрастания и обитания получили название крапивник, подкрапивник, луговая пята пушнер-губи. Далее бабочка-крапивница пушнер-бубыли. Крапивник, певчая птица, пушнер-джульгари. Диалектное название болезни, проявляющейся сыпью на коже с сильным зудом, как после ожога крапивы, называется пушнер-булык. Крапивница, крапивная лихорадка. Особый интерес представляет для нас фитоним в премии. Пословицы и поговорки широко вошли в нашу повседневную жизнь. Первые имеют яркую эмоциональную оценку явлений, повышенную четкость ритмического строя, а главное – поучительный смысл. Вторые отличаются повышенным лаконизмом, меткостью, остротой мысли, наблюдательностью, а также юмористическим или сатирическим оттенком. Как известно, крапива выделяется среди своих сородичей особым свойством – способностью жалить. И эта особенность легла в основу сравнений. Видимо, поэтому крапива является символом зла, злости,
а также горе. В удмуртском языке встречаются следующие примеры. Пушнеркать, как крапива, лек пушнер, злая крапива, вож пушнеркать лек, как зеленая крапива средит, пушнерашкемкать, как ужаленный крапивой, пушнереншуккемкать блуны, ужалится словно крапивой. В русской культуре можно найти аналогичные примеры. Жечь, щипать, как крапива, неодобрительно об ощущении жжения, жгучей боли. Также говорят об очень злом, язвительном, колком человеке, злой, как крапива. О чем-либо чувстве крайнего неудобства, болезненной стыдливости говорят, будто голышом или голиком в крапиве сидеть. Расти, как крапива у забора, тоже, что расти, как бурьян. Народная традиция вновь и вновь крапиву сравнивает с представителями женского пола. Мачехой, свекровью, невесткой или заловкой. Щурмумылен кылызно пушнеркать. У мачехи слово, как крапива. Вордылынте анайлен кыльёсус пушнеркать. Слово свекрови, как крапива. Буквально вордылынте анай можно перевести как мать, которая тебя не родила, да? Кенакьёс лек пушнерьёс, то есть невестки злая крапива. Вож пушнеркать лек милямну кенакьёс, как зеленая крапива злые наши невестки. Совершенно четко замечено, что не родные люди, а злее жгучие крапивы. Образ заловки в узкой традиции, особенно незамужней, крайне отрицательный. Заловка-зловка, заловка-колотовка, заловка-мутовка. Собаку не держи в доме, если есть вековуха. Ой, 7 деверев, красота моя, одна заловка, сухота моя, говорит невестка. Заловушкины речи репьем стоят, богоданной сестрицы, крапивы жгуча. Заловки-колотовки, побей головки. Заловка хитра, но уловки и так далее. Образ женщины, никогда не выходившей замуж, в народном сознании крайне отрицателен. Поэтому говорят, что ничего нет злей весенние мухи и девки-вековухи. В этих единицах отражаются древние представления, которые во многом сохранились до наших дней и определили современные стереотипы по отношению к женщине. Она обязательно должна выйти замуж и создать полноценную семью. Когда человек злится, то удмурты говорят, что наступил на крапиву. Пушнер было легишки. Поэтому советуют быть осторожными со злыми людьми. Пушнерес голик кинен куты, буквально не хватайся голыми руками за крапиву. Или пушнерес голик кинут эн уткут, крапиву голыми руками не возьмешь. Голик пыдын пушнерет пыры, басым в крапиву не влезешь. Особо подчеркивают, что хотя крапива и является травой, но голыми руками ее не возьмешь. Пушнер тулынкино, голик кин уткырмы. Народная мудрость гласит, что пушнер сутекино шидын паже. Хоть крапива жжет, но в щах уваривается. Так и о человеке можно сказать. Злись, не злись, но жить дальше нужно. И даже злость, злоба проходит и забывается. Любовь к крапиве расти на заброшенных и открытых местах нашла отражение в следующих примерах. Гудуре пушнер поте, у края ямы крапива вырастает. Гудшине потем пушнер, крапива выросшее на селище. Метафорически можно сказать так. Так могут сказать о злом сердитом человеке, о фольклорных текстах, о молодом теле человека, сочном как трава. Как видим, здесь возможны совершенно разные интерпретации. В чрезвычайных ситуациях даже жгучесть крапивы оказывается неважной, неактуальной. Нюкеущий адями пушнер борды на кормишке, падающий в лоб человек и за крапиву цепляется. О том, что в любом коллективе могут оказаться разные люди, выражено в поговорке «Чашкаос полынно пушнер буде», и среди цветов крапива растет. Ей соответствует русское крапиве семя. Да? Крапива как орудие наказания в народной педагогике присутствует в следующих выражениях. Умой жаще злы милимоджук, а штемзе пушнеренжук. Доброму работнику блины с кашей, а лентяю крапива. Умой жаще злы милимоджук, а штемзе пушнеренжук. Опять же вариант, да? Так, из другого источника.
Загадки. Отдельный жанр народного поэтического творчества представляют загадки. В них предмет явления предстает в виде иносказаний, чаще всего сравнения. Как правило, в удмуртских загадках о крапиве с растением сравнивается злая, сварливая, даже красивая, но коварная женщина. Лек кышнокуп черешке, сердитая женщина кусается. Чеберапай вождищенсела, бурдасец кишкотки, щенгуя спотте. Красивая девушка в зеленой одежде стоит, дотронешься, прослезишься. Способность крапивы жалить, вызывать ожог сопоставляется с огнем. Тылного, печного, кесуте, голик кинкуту на углу. Массу. Ни огонь, ни горячий даже жжет, голой рукой не возьмешь. Что это? Тылы завел суте, огня нет, руку жжет. Тылы завел кесуте, огня нет, души нет, руку жжет. Интересно, что она может сравниваться и с периной. Видимо, можно соотнести с тем, что заросли сорняка густые, благодаря своим ворсинкам, издали, возможно, производят впечатление чего-то мягкого и пушистого. Коргит берам бурчин валес. Выдно шутецкое. За хлебом шелковая постель, ложись и отдохни. Ты надвалился от булыма, валес, в идитке пульсаты салежес. Твоя постель непригодная, ляжешь, волдыри пойдут. Еще один аспект загадки связан с сообразительностью отгадчика. Мартурнес сукырьез, но тот мало. Какую траву даже слепые узнают. Таким образом, фитоним крапива в удмуртском языке широко используется как словообразовательный элемент для обозначения названий растений, птиц, грибов. В русской традиции также обозначает незаконнорожденное дитя, крапивник. Для создания яркой образности фитоним также употребляется в премии. При этом на первый план выходят особенности растений, связанные с такими его свойствами, как жгучесть. Метафорически осмысленные сравнения переносятся на женские образы. В русском языке это заловки, а в удмуртском невестки, свекрови и мачехи. Акцентирую внимание на коварстве и зле. Спасибо за внимание. И заслушали доклад Максима студента, научного сотрудника. История цикла кандидата. Как нормально слышишь? Таишь ведь? Нет. Вперед, Таис. Таис назад. Не там. Немножко. Уважаемые участники, вернее, даже уважаемые коллеги теперь остались. Так, доклад мой озвучен. Это русские заимствования в удмуртском языке. Как вы знаете, русские заимствования в удмуртском языке довольно хорошо изучены. В первую очередь, наверное, надо назвать Шандра Джуча, который занимался заимствованиями, Татьяну Ивановну Зеленину, которая выпустила несколько монографий, а также этимологический словарь примерно звучит как французское слово в удмуртском языке. И долгие годы русскими заимствованиями занимался Рившак Криснович Насибуллин. Он защитил диссертацию по этой теме, и в лаборатории примерно, по его словам, подготовлен словарь где-то на 60 тысяч русских заимствований. Но обять необъятно нельзя, и французские слова и советизмы, такие как коммунистическая партия или комсомол, наверное, довольно легко выявить, но если копать поглубже, то есть такие слова, которые весьма трудно выявить и определить, что они являются по происхождению русскими.
Так, ну вот моя цель 5 слов рассмотреть. Так, ну первое – это слово «вай». Ветка в удмуртском языке. Этимология не рассматривалась впервые. Вот замечание в последней книге, которую издал Леонид Михайлович, то есть это словарь Верещагина, он дает указание, что с русским «вая», возможно, связано удмуртское «вай». Действительно, есть или, по крайней мере, было в церковной речи русской «вая» – ветка, неделя «ваи», то есть вербное воскресенье. И еще подобные слова. То есть подобные слова имеются в болгарском, древнерусском и, по-видимому, заимствованы из греческого «байон». То есть в греческом это пальмовая ветвь, то есть там, где знают пальму, вместо церкви вербное воскресенье используют именно вместо вербы пальмы используют. И сразу же у вас возникнет вопрос. Неужели в удмуртском языке не было слова «ветка»? То есть нет никакой логики. Но язык развивается по своим законам. И вот я думаю, тоже в принципе причина была такова, что, то есть это слово, конечно же, было, в ком языке нынче ветка звучит как вож, и то же самое в древнеудмуртском оно должно было звучать как вож. Но в 14-15 веках произошли коренные языковые преобразования, в результате чего слово вож превратилось в слово вуж. И в то же время есть другое слово, нынче вуж старый. Оно произошло из пропермского важ. То есть важ, из важ получилось вуж, и старый из вож ветка получилась вуж, ветка. И получилась амонимия, которая начала мешать коммуникации. Представьте себе, что старую ветку нужно было сказать вуж-вуж. То есть неудобно в коммуникации. Более употребительное слово «вуж», мне кажется, выиграло. И слово «ветка» оказалось, «вуж», значение «ветка» оказалось слабым звеном. И мне кажется, в связи с этим церковное слово, которое могло, например, «пучевай», просто ветка вербы, то есть она стала вообще употребляться в значении ветка в целом. Так, другое слово, слово «джожон», то есть звучит «толокно», звучит совершенно по-удмуртски. Но если тоже глубже копнуть, это слово имеет русское происхождение. То есть есть в пермских словах слова «дёжень» и «дежонь». Эти слова я, в принципе, еще выявил, когда изучал коми параллели в удмуртском языке, но после меня уже Вершинин фактически выявил и довольно точно. Почему? То есть то, что это русское заимствование. Но в своем словаре, в своей книге он не дает, не поясняет, почему же так изменилась фонетика русского слова «дёжень» или «дежонь», он пишет. То есть есть правила, законы удмуртского языка, которые не терпят то, что в начале слова может быть мягкое «де» или «те». Поэтому «де» сначала должна была бы измениться в «дже», но еще имеется другой закон в удмуртском языке, то, что если после «де» или «че» идет гласный, и третий звук идет шипящий «ж» или «ш», в начале слова не может быть «де» или «дже». Оно должно обязательно быть велярным «дже». То есть, например, литературное обязательно «джош», «джужит»,
хотя в диалектах, конечно, дёж или дёж есть. И наглядно демонстрирует русские заимствования. Чаша, оно стало чаша, то есть виляную африкату превратилась. Тишина, чиш, тяжи, чаш. Кошка из вятских котяш, котиш, котыш, оно превратилось в кочиш. То есть литературно не может в большинстве диалектов произноситься котиш или кочиш. Обязательно кочиш. Но понятно, что в диалектах это могут быть другие варианты. Третье слово – это зол, крепкий, сильный. Оно считается общепермским, и в КЭС приводится самское слово «суалдас» – твердый. Но в уральском этимологическом словаре такое сопоставление не приемлется. То есть я считаю, что это слово в общепермское время могло быть заимствовано из протославянских или славянского языка. То есть зыл, зылы, ну, можно сравнить с древнерусским зыла, зыла, то есть зло. Ну, краткое нынче русское слово зол, злой. То есть семантика легко объясняется: злой, желающий зла, и в диалектах злой – это сильный, крепкий. Если даже можно привести в качестве примеров, то есть лек злой, и в ком языке лег злой, но в северном наречии, в бессермянском, лек, в первую очередь, это значит сильный, интенсивный. И откуда появилась в IV-VII веках была на месте Татарии именьковская культура. То есть очень большие споры, были ли тюрки, были это финно-угры, были ли это славяне. Но, видимо, все-таки это были славян, тогда еще не было до VII века. Это были общий народ, балтославяне. То есть язык был близко славянам. Оттуда, возможно, заняли пермяне слово «зол». Удмуртское слово «нет», «прихоть», «капризное желание». В основном употребляется в поговорках. Так, что-то я далеко, что ли, пошел. Ага. Поговорка, например, «пырсовач нет цешеттана», постоянно ему потакать надо. То есть надо найти его «нет». Слово не так часто употребляется, но, видимо, широко распространено, потому что и в Башкирии употребляется, и в Татарии. И вроде бы откуда могло быть заимствовано, но русское слово «нет» – отрицание, может употребляться и в значении союза. То есть однако ж и так далее. Ну, например, 3 книги ему принес, нет, ему все мало. Все сделал, так нет же, ему мало. То есть вот это употребление, оно могло изменить свое значение в удмуртском, как капризное желание. И слово «тушь» очень. Самое любимое слово, наверное, удмуртов, я считаю, тоже русские заимствования. Параллели есть и в коме, но в коме, скорее всего, заимствовано отдельно, чем, то есть не в общепермское время. То есть выносливость в коме, тужны, пересилить. И то есть параллели тужиться, тужить, натягивать. И, возможно, заимствовано как основа тугой, туже. То есть переросло слово тушь. То есть опять же значение, как у слова лек, зол. Вот коми, например, зев очень, зелет тугой, зев натянуть. То есть тугой и очень, в принципе, весьма близки по значению. Таким образом, если очень глубоко проводить исследования, можно найти
еще разные подобные слова русского происхождения. И это, конечно же, означает, что взаимодействие удмуртов и даже пермян началось весьма далеко, но просто надо искать, и в каких условиях это взаимодействие происходило. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Григорий, я сотрудник лаборатории машинного обучения. И я расскажу вам про синтез речи с использованием нейронной сети Токатрон для удмуртского языка. Для чего нужен синтезатор речи? Что это вообще такое? Синтезатор речи – это инструмент или программное обеспечение, которое переводит текст в звуковую волну. Подобные синтезаторы используются в разных местах. Например, это виртуальные помощники, голосовые помощники для слабовидящих. Также используются в переводчиках и много где еще. Существуют разные способы синтеза речи. Это параметрический синтез. Параметрический синтез синтезирует речь с помощью параметров, то есть качество речи зависит от количества параметров. Чем больше параметров, тем качественнее речь получается. И как раз-таки нейронные сети относятся к параметрическим синтезам, к синтезу речи. Также существуют конкатинативные синтезы, синтезы по правилам, предметно-ориентированный синтез и так далее. Какие архитектуры существуют на данный момент? Существует очень много разных архитектур. Что это такое вообще архитектура? Это, так сказать, идея, как можно создать синтезатор. Основная архитектура, используемая сейчас, это Токатрон. Она придумана Гуглом и у себя внутри тоже использует Токатрон. Тоже существуют разные версии, разные варианты архитектур. Но статья это другое, а есть еще и реализации, то есть для того, чтобы создать нейронную сеть, нужна реализация этой архитектуры. Существует тоже большое количество реализаций этой архитектуры Токатрон. И я использовал одну из реализаций в своей работе. Но для того, чтобы сделать синтезатор речи, нужны данные для обучения. То есть, как вообще работает нейронная сеть? Нейронная сеть на вход получает данные для обучения, обучается,
записывает у себя внутри какие-то параметры. И дальше после обучения и сохранения этих параметров мы можем дальше использовать нейронную сеть для генерации чего угодно, для чего мы вообще обучали нейронную сеть. Вот. И чтобы получить качественные результаты, нам нужны качественные данные для обучения. Сейчас, на данный момент, один из самых распространенных форматов данных для обучения, датасет называется, это LJ-Speech. Вот. И мы записали аудиофайлы, обработали, с Денисом Корниловым разделили на аудиофайлы и собрали в одну базу данных. Вот. Получается, какой формат? Есть файл с текстом, где находится весь текст, и папка, где находятся все наши файлы, аудиофайлы. Каждый аудиофайл – это одно предложение. И всего было записано около 8 часов текста, речи, удмуртской речи. И это примерно получилось около 5000 аудиофайлов. И еще один плюс, то, что эту же базу данных мы можем использовать для обучения, например, для распознавания речи удмуртской в дальнейшем, в будущем. Ну, вообще, такатрон это на самом деле содержит в себе две нейронные сети. Одна нейронная сеть отвечает за обучение, преобразование из текста в мелоспектрограммы, так называемые. А другая нейросеть внутри этой сети отвечает за преобразование мелоспектрограммы в уже звуковой файл. Вот. То есть нам сначала необходимо преобразовать наш звук в мелоспектрограмму. Дальше текст преобразуется в векторы. И дальше мы уже можем обучать нашу нейросеть. И после обучения можем использовать уже для генерации речи. Ну, необходимо около 200 тысяч итераций для обучения. Это очень много на самом деле и требует больших ресурсов. То есть большие мощности для этого нужны. Так, это у меня запустилось, видимо. Это вот примеры сгенерированного звука, но я обучал пока только на маленькой базе данных, не на этой базе, которую мы делали, а на более маленькой, для того, чтобы быстрее обучить и понять вообще, что мы можем получить в итоге. Да, сейчас еще раз запущу. Так. Запускается. Почему-то сразу два аудиофайла озвучивается. Еще не могу переключить. Ладно. Ну, в общем, качество, конечно, пока страдает, но в дальнейшем, после того, как вот уже обучим на нашей новой базе данных, мы можем получить уже более качественные результаты и где-то даже уже потом использовать, например. Ну, наверное, на этом все. Спасибо.
Сейчас. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Чтобы уже не занимать времени, потому что уже и так не в рамки данного нами времени входим. Тема моего доклада «Географическая литература на удмуртском языке. Поиск, описание, перспективы исследования». Формирование географической литературы, одного из основных эпических жанров церковной словесности, в удмуртской культуре подчинено тем специфическим условиям, в которых происходило зарождение словесности на удмуртском языке. По сути, оно начиналось в период с 19-го, начала 20 веков с переводов на удмуртский язык текстов христианского просвещения. Пласт произведения означенного периода до сих пор остается наименее изученной областью удмуртского литературоведения. Целью нашей работы является описание и частичная характеристика житий на удмуртском языке, особенности поиска изданий данного жанра и возможные перспективы исследования. А географическая литература удмуртскими переводчиками начинает активно осваиваться с конца XIX века. И здесь необходимо говорить особенности историко-культурного контекста и значений православной словесности в целом. В этот период роль слова была особенно значимой. Слово и язык использовались просветителями в качестве действенного метода в деле христианизации удмуртского народа. Внедряемые в жизнь новые формы просвещения должны были сыграть свою роль. Процесс перевода текстов православного содержания создавал благоприятные условия для прочтения духовного климата среди населения. А географические книги, наряду с остальной переводной церковной богослужебной словесности, входили в число действенных средств народного просвещения, мощных агитационных орудий борьбы с язычеством. Житийные тексты входили в состав православного богослужения и были органичной частью просветительской программы данного периода. Они были адаптированы для начинающей читательской аудитории новокрещен. Судя по всему, за счет небольших форматов и объемов, характерных для изданий житий, достигалось легкое и максимальное усвояемое содержание текстов остросюжетное повествование о жизни праведника лишь подкрепляло заинтересованность читателя. Жизнь святых, описанная в житиях, особенно поучительна для вновь просвещенных из язычества, считал Ильминский. Репрезентируемый в географии культ святых мог восприниматься как идеологическое орудие укрепления православной веры. Анализируя житие Алексия Человека Божьего, известный итальянский словест Рикардо Пикки объясняет большой его успех среди русских, как и среди других народов христианского средневековья, благодаря богатству интриги, разнообразию ситуаций и персонажей, присутствию поэтических монологов и сценически эффектных диалогов. Само изучение удмуртской литературы раннего периода сопряжено еще с рядом других трудностей, главным из которых является специфика ее бытования, имевшая место историко-культурная и политическая ситуация. На сегодняшний день отсутствует абсолютно точные сведения о книгах и их количестве, полное библиографическое описание. И связано это с тем, что они сохранились в единичных образцах, а определенная часть их, возможно, утрачена. Биографии основных переводчиков и творцов словесности полны неизвестных страниц. Не все издания, хранящиеся в архивах России и зарубежных библиотеках, обнаружены и введены до сих пор в научный оборот. Большим подспорьем для нас в данной работе стали выявлены Борисом Ивановичем Каракуловым традиционные книги и рукописи на удмуртском языке, в его книге «История удмуртского литературного языка 18-21 века», электронные каталоги Национальной библиотеки Удмуртской Республики, Российской национальной библиотеки, научно-педагогической библиотеки имени Душинского, Национальной электронной библиотеки, а также фонды архивов и библиотек Удмуртской Республики. Всего нам удалось выявить более 40 наименований житий на удмуртском языке, переведенных в конце 19-го, начале 20 веков. Некоторые из них потерпели повторное переиздание. Это может быть доказательством того, что именно в этот период наблюдался повышенный интерес основателей просветительских программ как географической словесности. С другой стороны, прослеживающийся акцент в переводном деле на житийной литературе можно связать с миссионерской политикой. По наблюдениям Травникова и Альшевской,
Активизация переводческого дела – свидетельство духовного подъема народа, осознающего свою самобытность через диалог, готового к оценке и усвоению чужого опыта. Это заключение применимо и к удмуртской словесности рассматриваемого периода. В этот временной отрезок наблюдается параллельная работа над переводами житий на другие языки народов Урала-Поволжья, марийские, чувашские языки. В списке переводных географических сочинений на удмуртском, марийском, чувашском языках, если сравнить, встречаются названия одних и тех же житий. Разные по содержанию географические произведения могли помочь разрешить религиозные переживания и сомнения иноверцев и новокрещен, оказать определенное влияние на их мировоззрение, породить, сформировать и укрепить в них смирение и веру в Бога. Одной из самых ранних и известных на сегодняшний день житий на удмуртском языке является издание 1894 года «Житие святителя Германа, второго архиепископа Казанского всея Руси, чудотворца на водском языке». В XIX веке было переложено всего 7 житийных повествований. Остальная часть переводов приходится на начало XX века. К сожалению, я не представила список, но из того списка из 40 наименований видно, что имеются повторяющиеся названия житийных произведений. В связи с этим есть необходимость сверки. Речь идет об одном и том же издании, либо это 2 самостоятельных текстов, отличных друг от друга. Визуальный обзор, имеющийся в нашем распоряжении публикации, позволяет говорить о небольших по объему переводных изданиях житий, возможно, представляющих собой сокращенный вариант. Очевидно, это было связано с тем, что усилия переводчиков были направлены на адаптацию текста для неподготовленных читателей удмуртов, что облегчало восприятие перевода. Анализируя житийные тексты на марийском языке, Федосеева Надежда отмечает, что тексты больше похожи на пересказ биографии того или иного святого. Следует учитывать и тот факт, что одно и то же житие, по наблюдениям исследователей, могло иметь несколько редакций. В таком случае переводчик мог опираться на один из источников краткой редакции. Не следует исключать и роль крещено-татарских переводов как промежуточного звена. Известно, что в процессе перевода на удмуртский язык переводчики обращались непосредственно к крещено-татарским переводам, а не к русским оригиналам. По наблюдениям священника Елабужского, оригиналы для переводов житий в некоторых случаях были выбраны неудачно. К таковым относится житие святого апостола Павла. Положительно оценены священником удмуртские переводы житий святых Николая и Мамонта. В некоторых случаях тексты житий являлись основной частью в подборке коротких рассказов. Например, в книге «Дючек Сейлагын Ноя Мужьёс. Рассказы из русской истории на удмуртском языке 1908 года», составленной группой воспитанников отеков Казанской учительской семинарии под редакцией преподавателя Михеева. Значительное участие в составлении перевода, который принимал также слушатель миссионерских курсов в Казани Павлов, вошли следующие жития: святой Стефан Дануламес, житие святого Стефана и житие святого Варсонофия. Приведен найденный нами список житий из 40 более 40 наименований в дальнейшем может дополняться новыми источниками. Сведения о памятниках о географии на удмуртском языке могут содержаться и в трудах православных священников, церковных историков, зарубежных исследователей, работавших в этот период. Так, например, специальные программы для сбора сведений по этнографии могли включаться в вопросы о житиях и об обращении удмуртов в христианство. Такие сведения содержатся, например, в книге Ильина «Изучение Водского края. План работы по этнографии». В различных материалах обнаруживаются сведения о том, что велись работы над изданием или переводом того или иного географического текста. Например, в Вятских епархиальных ведомостях от 1906 года обозначено следующее житие на удмуртском языке, которое готовилось к печати. Житие святого великомученицы Варвары, житие святой великомученицы Екатерины, житие святого великомученика Георгия Победоносца. В отчете Сарапульского духовного правления имеется информация о том, что были приготовлены к печати жития святого мученика Ванифантия, преподобной Евдокии, поучения Святой Троицы, переведенные инородческим миссионером, житие и страдания святой Параскевы. К сожалению, на сегодня нет возможности утвердительно ответить на вопрос, вышли они из печати или остались в рукописи, либо бесследно утратились.
В отдельных случаях жития включались в подборку других православных текстов, например, в книгу Михаила Ильина «Войны Христовы», рассказы из первых веков христианства. На удмуртском языке вошли житийные повествования о мученике Неофите и святого Иакова. Далее житие святого Григория Двоеслова и житие святого Авраамия. К переводам жития обращались и будущие писатели и поэты. Так в ученических тетрадях Гидрометрия сохранила сочинение пересказ жития святителя Дмитрия, митрополита Ростовского, имя которого я ношу. Содержательную, стилистическую, образную и прочую составляющую я уже не буду перечислять, лишь скажу, что обращение к переводам житийной словесности проследовала, конечно же, цель воспитания христианина. В совокупности тексты переводных агеографий выполняют функции формирования сознания новокрещен по нравственно-воспитательной парадигме. В целом можно говорить о том, что переводчики овладели сюжетным инструментарием агеографической словесности. И, к сожалению, к настоящему времени сравнение переводов с оригиналами не представляется возможным, поскольку неизвестно, как я уже говорила, на какой источник опирались переводчики. Работа над объявлением житийной литературы на удмуртском языке показала важную роль электронных ресурсов библиотечных фондов, которые также я уже перечислила, а также работа сотрудников нашего института по наполнению электронного национального корпуса, я думаю, также позволит получить новые данные в этом направлении. У меня все. И я сразу приглашаю следующего докладчика, Шишкину Екатерину Васильевну, нашего аспиранта Удмуртского института истории языка и литературы. Добрый вечер. Разрешите представить тему моего доклада «Современные способы трансляции традиционной удмуртской культуры». Согласно указу президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года традиционная культура является частью культурного наследия. Об утверждении основ государственной культурной политики наравне с материальными объектами культурное наследие включает в себя нематериальные культурные ценности, к которым следует отнести язык, диалекты, традиции, обычаи, верования, фольклор, традиционные уклады жизни, представления об устройстве мира народов, народностей, этнических групп. Сохранить значит обеспечить выживание следующему поколению. Здесь понятие сохранения и трансляции становятся тождественными. Следовательно, говоря о ценностях традиционной культуры, сохранение и трансляция неразрывно связаны, дополняют друг друга и являются частями единого процесса, преемственностью в культуре. И обособленным видом и способом сохранения и трансляции удмуртской традиционной культуры можно выделить фестивали. На самом деле фестивалей существует много, именно и фольклор, вообще фестивали, которые могут транслировать традиционную культуру, их существует на территории Удмуртской республики много, даже за ее пределами. Но в своем докладе сегодня я попробую вам представить несколько фестивалей основных, которые я попробовала классифицировать, как на фестивале финно-угорского родства и календарные сезонные фестивали. Фестивали финно-угорского родства в данную классификацию можно включить такие фестивали, как Варшут, Палыжан и первый международный Бурановский фестиваль народной культуры.
Фестиваль Варшут, святыня рода, можно так привести это слово, 18 лет назад в Удмуртии была заложена традиция раз в 2 года проводить фестиваль финно-угорских народов Варшут. Идея возникновения фестиваля Варшут, связанная с проблемой сохранения исчезающих элементов уникальной удмуртской культуры. Название Варшут, святыня рода, было предложено профессором Татьяной Григорьевной Владыкиной и придумано не случайно. В далеком 2002 году в учебно-методическом центре при Министерстве культуры было положено начало организации фестиваля. Слово «варшут» взято из религиозной практики удмуртов. Если смотреть с материальной точки зрения, варшут – это короб, святилище, в котором хранились все ипостаси божества. Варшут – это предок, хранитель каждого рода. И первый фестиваль был посвящен родовым напевам, потому что у каждого рода есть свой напев. И когда пели этот напев, чужих не пускали, это была собственность каждого рода. Данное название как нельзя лучше раскрывать суть фестиваля, поскольку оно выигрышное, звучное и стало символом актуализации традиционного народного искусства в культурном наследии Удмуртии и финно-угорского мира для дальнейшей его популяризации и развития. Проведено было 10 фестивалей. В прошлом году, в сентябре 2020 года, был проведен юбилейный 10-й фестиваль, который посвящался, темой вообще этого фестиваля стали традиционные инструменты и аутентичное пение. Название следующего фестиваля происходит от удмуртского слова «палыш», «рябина». Фестиваль называется «Палыжан». И не случайно именно данное название выбрали организаторы, да, вот этого фестиваля, потому что образ рябины широко представлен в культуре, мифологии, религии, фольклора финно-угорских народов. Представлены также на гербе города Ижевска, столицы Удмуртии. Палыжан – это осеннее время сбора ягод рябины. В представлении авторов этой концепции палыжан – это символ финно-угорского родства. Это и повод для собирания финно-угорских культурных инициатив, и праздник по случаю встречи финно-угорских родственников на удмуртской земле. То есть если мы даже рассмотрим вот это слово на разных финно-угорских языках, то оно будет достаточно похоже. Поэтому это слово еще раз говорит о том, что выбрано не случайно. Первый Бурановский фестиваль народной культуры был организован в 2013 году. И организатором данного фестиваля было Министерство Российской Федерации. После победы ансамбля буранских бабушек на международном конкурсе Евровидения. И первый фестиваль было предложено провести именно в Удмуртии, на родине бурановских бабушек. Участниками фестиваля стали творческие коллективы из Китайской Народной Республики, дальше Португальской Республики, Финляндской Республики, Эстонской Республики. 8 коллективов представили регионы России и 8 фольклорных коллективов представили Удмуртию. Обширная программа фестиваля была расписана буквально по часам. Участниками фестиваля были ансамбли, также молодежные фольклорные ансамбли, молодежные фольклорные коллективы, отдельные исполнители, представляющие современные направления этнической, вокальной и инструментальной музыки из регионов России. В рамках фестиваля также проходили различные мастер-классы, праздники, например, праздник Выль-Базар. Дальше это также проходило праздничное гуляние Юмшан. Он как и остался первым фестивалем, так и пока еще его, то есть он не продолжился. То есть, в принципе, правительство вроде как размышляли о том, что его можно снова повторить, но пока еще дальше вот этих размышлений еще дело не пошло. Календарно-сезонные фестивали. Сюда можно включить Всемирный день пельменя, фестиваль Бык-Бык, Губи-фест, Гербер. Вообще вот Всемирный день пельменей, почему вот они называются культурно-сезонные фестивали, да, почему я их так включила, потому что, во-первых, они проводятся ежегодно и именно в определенное время. Вот, например, Всемирный день пельменя ежегодно проходит 18 февраля в Удмуртии. Это мероприятие отмечается
Это мероприятие отмечается с 2015 года и направлено в первую очередь на развитие туристической республики. О родине пельменей до сих пор ведутся споры среди ученых. Да? Организаторы Всемирного дня пельменей считают, что старинное кушание пришло в русскую традиционную кухню примерно в 15 веке с Урала, а именно из Удмуртии. Его готовили в праздничные дни из пресного теста, фаршируя мясо или рыбой. Иногда в фарш добавляли капусту или картофель. Самая экзотичная начинка для этого угощения были фрукты. Похоже на пельмени блюда встречаются в азиатской, кавказской, индийской, итальянской, немецкой и других кухнях народов мира. Интересно вообще, что название пельмень произошло от угро-финских слов «пель» – ухо и «нянь» – хлеб. Таким образом, это существительное можно перевести как «хлебное ушко». В уральском диалекте иногда встречается народное название пельменей, связанное со словом «пермь». В документах XVII века упоминается фамилия Пельменев, Пельменников, образованные от наименования этого блюда. Вот по данным некоторых ученых, такие фамилии давались людям, зарабатывающим на приготовлении и продаже пельменей. В 2004 году в Ижевске появился памятник. В памятнике этому замечательному блюду трехметровая конструкция в центре клумбы изображает пельмень, нанизанный на вилку. Диаметр его составляет около 3 метров. Памятник стал излюбленным местом для жителей города. И рядом находится в кафе, где можно попробовать вот это знаменитое удмуртское блюдо. День пельменей отмечается в Удмуртии с размахом в течение нескольких дней. В его рамках проводится тематический фестиваль, во время которого на главной сцене организуются прямые включения из самых разных стран. На дополнительных площадках проводятся кулинарные мастер-классы, фолк-фестиваль, дальше национальные забавы и состязания, ярмарка продажи сувениров, полуфабрикатов и так далее. Следующий фестиваль – «Бык-бык». Вообще бык-бык, говорят удмурты, когда у хозяйки удается вкусный каравай. Он пышный и мягкий, как мох. Бык-бык не только название фестиваля, но и его лозунг, как говорят его организаторы. Международный фестиваль финно-угорской кухни «Бык-бык» зародился в рамках реализации международной программы «БГИ. Культурная столица финно-угорского мира» в 2014 году, учредителем которого является Молодежная ассоциация финно-угорских народов. Основной идеей фестиваля было и есть привлечение внимания к культурному достоянию финно-угорских народов посредством продвижения кулинарного искусства, вокального, хореографического, инструментального и декоративно-прикладного искусства. Фестиваль «Бык-бык» – это гастрономический праздник, где на одной площадке можно попробовать блюдо, приготовленное по старинным рецептам. Для участия в фестивале приезжают повара ресторанов, кафе, столовых, которые работают с тематикой национальной кухни, а также активно принимают участие кулинарные любители. Ну и за 4 года в фестивале приняли участие представители из регионов России: Марий-Эл, Карелии, Пермского края, Татарстана, Кировской области, и зарубежных стран: Эстонии, Венгрии, Финляндии, Франции. Фестиваль Губи, Губи-фест, часто использовали и используют в удмуртской кухне. Особенно много их идет на приготовление холодных закусок в соленом и маринованном виде. Но также широко известно и использование их в вареном, жареном и в виде выпечки. Фестиваль дает уникальную возможность познакомиться с национальной кухней народов, развивающих на территории Фестиваль проходит обычно в Ярском районе, потому что Ярский район – это настоящий рай для грибников и для любителей тихой охоты, и для ценителей грибной кухни. Здесь произрастает больше сотни видов грибов, а местные жители бережно хранят уникальные рецепты удмуртской народной кухни. В этом, вообще прошло уже около 3 фестиваля, и в этом году, в сентябре, планируется проведение еще 4-го фестиваля. Ну и одним из таких известных
праздников, которое проходит ежегодно. Это Гербер, Грон-Бутон или Гершит, как его называют в разных местах. Вообще Гербер – праздник в честь окончания весенне-полевых работ. Национальный удмуртский праздник Гербер когда-то отмечался в каждом уголке Удмуртии. С 1992 года он приобрел статус общереспубликанского, на который съезжаются не только жители регионов, но и гости из соседних областей и всей страны. Праздник проходит из разных узколокальных традиций удмуртов. Если у северных удмуртов это Гербер, название считается Гербер, то у южных это Гершит. У южных удмуртов он длился несколько дней, почти неделю. И каждый день посвящался молению какому-то божеству. А у северных он объединяет с сенокосом. И празднование проходило в течение одного дня. Красиво и нарядно одетые удмурты выходили на луга с косой. Выбирали человека легкого на руку, у которого все спорилось, и он начинал покос. Косились совсем чуть-чуть. Потом начиналась общая трапеза. По словам доктора исторических наук профессора Алексея Загребина, испокон веков жители Удмуртии были охотниками, и переход к земледелию проходил через заимствование действий и лексики у соседей. Если заглянуть в земледельческую лексику, то она очень сложна по своему составу. Там есть иранские компоненты, славянские, потому что многие земледельческие технологии были заимствованы от славян. Тюркские компоненты, связанные с рядом сельскохозяйственных орудий, таких как сабан, плуг, отсюда и сабантуй татар. Это говорит о том, что мы все время были открыты друг к другу и перенимали разные особенности культуры. Но в то же время у каждого оставалось что-то индивидуальное. И удмуртский Гербер стал именно национальным праздником. С момента формирования вообще удмуртский вот этот праздник Гербер стал национальным праздником именно с момента формирования этнического самосознания. Это вот по материалам профессора, доктора исторических наук Алексея Загребина, если рассматривать. И также, по словам этого ученого, Гербер зародился в XIX веке как праздник завершения посевных работ. Гербер – это возможность обратиться к Богу, поблагодарив за удачно проведенные земледельческие работы и попросить хорошего урожая. В день празднования Гербера удмурты наряжали свои самые праздничные одежды, готовили национальную выпечку, с надеждой на будущее выходили в поле. Языческие моления посвящались радости и предвкушению большого урожая. Поэтому, когда пахали, в первую борозду бросали яйца, чтобы уродилось такое же большое зерно. Все это было направлено на увеличение плодородия земли. Вначале, так, и дальше... Так, шли годы, да, ну, этот праздник, он в настоящее время тоже отмечается, принял такое республиканское значение. Празднование Гербера стало, и вообще шли годы, да, и постепенно празднование Гербера стали связывать с христианскими праздниками, а затем и советскими, где чествуют сельских тружеников, победителей, передовиков, награждали лучших хлеборобов. Это уникальная возможность увидеть в одном месте жителей с разных мест национального искусства, ремесла одного из наиболее крупных финно-угорских народов. Хотя по-прежнему сейчас можно наблюдать, что в котлах варится каша, и народ веселится и гуляет, кое-где еще проводят обряды с молитвой и обрядами подношениями богам, но все это делается чисто символически, больше для населения, да, для людей, чтобы они помнили свои традиции. С 1992 года праздник стал общереспубликанским. Ну и, подводя итог своего доклада, хочется отметить, что
развитие фольклора в Удмуртии показало, что данное направление в современной культуре Удмуртии вышло за рамки районов и приобрело характер масштабного социокультурного явления, имеющего широкий общественный резонанс. Об этом свидетельствует поддержка фестивалей и выставок со стороны Министерства культуры, Министерства национальной политики Удмуртской республики, а также удмуртских национально-культурных общественных объединений. Активное участие в творческих коллективах жителей удмуртских деревень, регулярное освещение деятельности фольклористов республиканских СМИ, проведение конференций в круглых столах, посвященных народному творчеству. Активное участие в таких мероприятиях, а также организация таких встреч дает возможность, дает огромную силу удмуртам быть удмуртами. У меня все, спасибо. Здесь специалисты просто сидят. Мне вот интересно, прозвучало, что пельмени родина пельменей удмуртия. Но пельмени настаивают, что это их родина пельменей в Пермском крае. Вот вы как специалисты. Скажите, пожалуйста. Ведутся, да, дискуссии. Прямо спорят, я не нашла нигде в интернете, я искала специально эту информацию. Ну, можно мне ответить? Надежда Ивановна Шута, доктор исторических наук. Есть очень хороший статья, уже обобщенная. То есть в силах Плотника написал. И Шутова говорит о том, что принцип пельменей зародились в чепецкой культуре. То есть это где на Кардон веках. Там как раз вот 9-13 век, во-первых, было зародилось земледелие и изделием металлов дошло до такого уровня, что начали делать горшки медные. То есть до этого были горшки керамические. Керамические горшки надо было пельмени варить 6 часов. То есть вся семья вымерла за 6 часов. Вот как раз в чепецкой культуре условия такие создались. И она считает, что и как раз и мясо было, и земледелие было, металловые изделия. Богато было условие. Вот. И, то есть культура 9-13 века. Но они тесно контактировали с коми-пермяками. Вот чепецкая культура, она была очень близка еще коми-пермякам. Но потом, как сказать, русские стали Сибирь заселять, то есть в первую очередь севера, потому что здесь Казанское ханство было, и то есть они тут не могли. От чепецкой культуры коми-пермяки и дальше коми, скорее всего, освоили, но русские стали осваивать путь через землю коми, и они как раз у коми-пермяков, скорее всего, это освоили. Потом освоили Сибирь, и Москва уже узнала эти пельмени от сибирских русских. Пошло как бы сибирских линий. А название чисто и удмуртов, и у коми стельное. То есть это русское, чисто пермское, скажем. Дело в том, что мы ученые говорим, пермяки, это как славяне, это коми, но и пермяки, и удмурты. Потому что это сейчас просто путаница, это назвали. И пермяки, конечно, это дело для себя как бренд хотят притянуть. То есть пермяки это удмурты, а удмурты считают, что... Нет, пермяки это общее название. То есть, и удмурты тоже пермяки. Да, то есть возьмите, вот есть же... Возьмите, вот есть понятие славяне. Туда входят и русские, украинцы, сербы. Есть понятие пермяки, пермяне научные. Туда входят удмурты, коми, пермяки, коми. И бессемяне тоже. Но это больше как научное название. Спасибо. Еще разрешите зачитать итоговый документ. Возложили на такую еще сегодняшняя научно-практическая конференция «Родной язык от культуры и идентичности» состоялась в рамках литературного фестиваля «Народный край Чеченского». Обсуждение тем, которое было организовано вокруг лексикальных проблем, состоялось на пленарном заседании тематических секций, которые все представлены в программе данной конференции.
А что касается конкретно работы нашей секции, озвучены темы, и наша секция представляет результаты деятельности научно-исследовательских институтов в области изучения родных языков. Секция наша называлась «Изучение языков коренных народов России». Участники секционного заседания обсудили вопросы современного состояния марийского и удмуртского языков, их фонетические и лексические особенности, культурологические аспекты использования отдельных слов и выражений, перспективы изучения географических территорий. Какого? Татарского. Изучение географической литературы на национальных языках. Спасибо. Безусловно, научно-исследовательским институтам принадлежит особая роль выявления языковых традиций и определения тенденций их изменения. Учитывая вклад учреждений науки, образования и культуры, библиотек, сохранения и распространения родных языков, участники конференции предлагают развивать языковые и компьютерные технологии, которые создают удобство изучения и использования языков, облегчают коммуникацию между людьми и народами, продвигать использование инновационных форм обучения родному языку, продолжить использование библиотечных информационных ресурсов, разных форм просветительской деятельности, в том числе использование новых технологий, расширять взаимодействие библиотек с общественными организациями, привлечение волонтеров, способствовать сохранению языкового разнообразия, взаимодействия государственных языков в национальных республиках в составе Российской Федерации. Будут ли еще какие-то замечания, предложения, дополнения? Если нет никаких замечаний, то предлагаю завершить на этом нашу конференцию. Всем большое спасибо. Спасибо за участие в данной конференции и желаю дальнейших успехов. Всего доброго. До свидания.